Так, сегодня у нас пятница. И время эфиров, так сказать. Эфира. Будем надеяться, что... Так, Ибраим подключился. Ему... На гостях ассистент у нас. Да. Так. Ja, doogtje čenik. Čurhaja, ko čuo Allah, dik du. Et grafin čur doog dat. So čudo ata čenik ču. Да, doogtje mer doa. Так. Понемножку собираемся все вместе. Так, все. Так, надо поставить. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Турпал алей ос. Береса. Так. Друзья, наверное, потихоньку уже начнем. В основном сегодня рассчитывал, что мы будем отвечать на вопросы. Как я вам сказал, я ознакомился с многими вопросами, которыми просто засыпали наш YouTube канал. Конечно, очень большая, страшная картина. Сколько негатива, сколько всякого, как говорится, всяких помоев, которые попытались вылить на друг друга, в принципе. Хотя, честно скажу, немножко удивительна одна вещь. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. На многие вопросы мы, в принципе, ответили. И несмотря на это, люди все равно используют и попрекают друг друга этими вопросами. Конечно же, есть многие вопросы, которых вообще не касаются. По идее, никого не касаются именно. Имеется в виду во время стрима и во время рассказов истории. Если даже это чисто даже касается нашей истории, несмотря на это, все равно мы видим очень много негатива, которые странным образом пытаются вылить друг на друга. Опять же, кто в этом виноват и вообще в чем проблема? Если каждый изучает свою историю, в принципе, ни в чем я не вижу проблему. Но, несмотря на это, люди заходят и пытаются, как я и описал ранее, написать всякие гадости, сказать, что мы круче, мы лучше и так далее и тому подобное. Я хочу сказать по поводу последнего, то, что мы непосредственно опубликовали по поводу Важиба Пшавела. Эта тема уже, в принципе, многие знают, описывают, но, как я и указал, к сожалению, люди неграмотные, необразованные берут два разных фильма,
Так, Башлам, что можешь сказать про то, как ночью разбили Шамхала? Очень много разных, честно сказать, вариантов про то, что разбили Шамхала. Есть место, которое названо, где убили Шамхалов и его дружину. Поэтому об этом и всем остальном по очередности постараемся сделать нашу передачу, наш стрим интересным и познавательным. Несмотря на все, что есть, хочу сейчас, чтобы пока люди понемножку собираются, мы ответим. Произведение, то, что Важа Шавела, «Гость и хозяин» и «Мольба» — это две разные поэмы, и, к сожалению, некоторые люди пытаются объединить. И говорят, что там якобы указали перевод Заболоцкого недостоверный и так далее и тому подобное. Но мы должны знать и понимать, что достоверную информацию мы, иншаллах, опубликовали. Там, как и говорится, есть две версии. Я надеюсь, что вы посмотрели, поскольку в Инстаграме ограниченные символы, то есть невозможно непосредственно опубликовать все из-за непосредственно того, что ограниченные символы приходится писать меньше. Допустим, даже в том же Твиттере, когда ты пытаешься там 120 символов, если ты хочешь, чтобы можно было печатать больше, нужно непосредственно покупать эту функцию. Ну и как и в Телеграме, в принципе, тоже есть моменты там некоторые, которые выкладывать в сторис. Поэтому не всегда у нас все получается, но я постарался срезать и добавить в комментарии. Вторая версия о том, что Бехмобилаш так. Первая версия о том, что Джополо этот был майстинец. Вторая версия, что если же эта поэма была выдумана, а само происходящее происходило именно в Джайрите, это мы знаем непосредственно находится в Мелхисте, и приходится, как говорится, возможно, что лицо, о котором описывает Важа Пшавела, был опять же представитель нашего народа из Тайпа Мелха. Или же это были Мелхи, или же это был Майсто, без разницы, и тот, и другой являются представителями нашего народа. Поэтому эфире велчул, так. Поэтому эти вопросы, которые были, да, и почему еще одна ссылка, сам ныне покойный Далде Алваля Далгеш Дуэл Хасо Хангашвили как раз таки говорили, что не об исторической личности Джопола Майсто идет речь в этой поэме, а о другом Джопола непосредственно, который проживал местность вообще описываемая, которая говорит и Цира, это как раз таки Мелхиста. Но опять же повторюсь, что первое, что другое, Мелхиста и Майста, они оба являются неотъемлемой частью ночи народа, поэтому я хотел сделать поправку, и поправку я сделал. Поэтому бюс маршио гейлшу мехкда онах и мехкариса дахарт ирц хашо дадели тахна дал юзил зара неважно,
دال ديق العوزة دال دقيا خوال دال موكش مارشة حتى عبش بقي باشا داخل والحون اشتوي افير عديق على خوي ويقدروش تجديدو ودا اشتحالدو дальше идем дальше Бехмобилыш пытаясь как-то сразу Окьязуш комментарий Хавиочул. Комментариев, конечно, было очень много негатива. Алейкум ассалам. Очень много негатива. Я, конечно же, удалил многие комментарии просто-напросто из-за мата, из-за всего остального. Несмотря Бодек Болдез, и наши, и ваши бошчуны, там были и с той стороны, и с этой стороны. Поэтому, нежели, чтобы вот эта грязь вся не находилась, я многие вещи просто-напросто взял и удалил оттуда. На комментарии, которые оскорбляли, напоминали вещи, которые вообще, честно сказать, не относятся к истории. Я немножко не понимаю, каким образом и для чего это пишется, хотя эти лица вообще не имели никакого отношения к нашей истории. Но Багнеш бюхе шнах духовой хахуэн. Вот. По сегодняшним материалам, которые мы опубликовали, опять же, опубликовали видеоролики и карты, которые есть у нас непосредственно от Айрват Боушляча. Так. Так. Я не могу одного понять, конечно же. Если есть столько вопросов, если кто-то пытается хочет поумничать или задать вопросы, всем я отправил запрос и сказал, что вот пятница, суббота у нас проходят эфиры, чтобы люди могли спокойно зайти и задать в эфире вопросы. Или же направили сразу, Ибраим отправляет любые вопросы напрямую ко мне. Цундера, с этим проблем нету. Не стоит лишний раз утруждаться, писать грязные матершинные слова, оскорблять, унижать самих себя. Мы изучаем историю, мы изучаем географию, в основном мифы, легенды, конечно же, не без этого. Культурные ценности, очень много материалов, поэтому, когда мы публикуем, сегодня один из них написал, ну и что, карту можно нарисовать любым образом, он говорит. И сразу же за этим говорит, в начале 19 века всех нас называли под одним именем чеченцы. Здесь он говорит одно, здесь он говорит третье. Я никому ничего не пытаюсь. Вы должны понимать, если публикуется период, я повторюсь еще раз, если публикуется период начало 19 века или конец 18 века, в этих периодах вообще как автономии не существовало, там, допустим, определенное государство, это может быть любое, или, допустим, Малая Кабарда была чуть больше, или Черкесия была чуть больше. Но если на карте в данной ситуации нету, здесь ничего нету, значит, это не в обиду кому-либо, это значит просто-напросто в то время не существовало административного устройства. То есть не было ни государственного устройства, ни территориальной какой-то определенности для этих обществ или народов и так далее и тому подобное, если таковые были. Так, и султан сегодня задонатил. Султан Дерез Хил, да, Духуахуэл, дал Си Дуэл, она осталась церновой канал Одерна. Вот. И опять же,
Он потом пишет, я могу тоже показать много карт, на которых нету чеченцев. Эти карты у меня тоже есть. Эти карты я и публиковал, и показывал, что многие карты есть, на которых нету вообще ни Чечни, нету, ничего нету. Есть карты, на которых Чечня не записана, однако есть там название Свяльжгала, там, допустим, или Грозный, или Алды и так далее. То есть там нету, никакие Сюли там не были, никакие Умки там не были. Просто написано название рек, название там городов и так далее. Ну, города или станицы, или как правильно, к тому периоду, или крепости. Просто фиксация есть, а вот как народа нет. А те, которые есть в основе своей, этих карт я даже половину не опубликовал. Карты на сегодняшний день, я еще раз не люблю повторяться и клясться не хочу, но вы должны знать, что ни одной карты я не рисовал и не собираюсь этого делать. Нету у меня такой специальной ни аппаратуры, нету ничего. Карты все есть в свободном доступе. Да, некоторые карты, конечно, есть более высокого качества, но они дорогие, их покупать в электронной версии возможности должны быть. Ну, как некоторые ездят в библиотеку Лондона, находят там секретные, сверхсекретные карты, которых никто никогда не видел, однако на Авито эта карта давно продавалась и лежала. В принципе, за 13 тысяч рублей ее можно было, хотя эти люди утверждали, что они в секретных там библиотеках Великобритании находились. А эту карту мы уже давно опубликовали, она есть, это про Дзурдзупов и так далее, тому подобное. Опять же, упрекают и начинают напоминать о карте Вахушти Багратионе. Мы много об этом зачитывали, и книгу, что он просто-напросто брал материалы каких-то ученых предыдущих, их публиковал, допустим, те же самые Дзурдзуки, Кисты и так далее и тому подобное. Чтобы обиход вообще название Глигвы на атласной карте вел Вахушти Багратионе. Я понимаю, что Красный Горшок вам передал, сказал, что вот надо цепляться за это более версию и так далее, что там якобы отдельно внизу Чачаны находятся, сверху Кисты и так далее и тому подобное. Нет, Горшочек немножко ошибся, и он просто-напросто вас развел, как чушков обычных. Поскольку эта карта не имеет подлинности, стопроцентной подлинности, и кроме нее достаточно очень много карт, Сандхо, Далси, Дуэл, Далдухуахуа, не имеют, как говорится, другие карты есть достаточно большом и более конкретно описаны, кроме Вахушти Багратиона, поэтому ничего такого нету. И не забывайте еще, если мы говорим о периоде, когда выпросили там, допустим, аварские нуциалы, или там кумыкские шамхалы, или кабардинские князи имели претензии, то есть плоскостная территория, вот эта вся часть Малой Кабарды, между Сунжинским и Терским хребтом, вот эти большие части земель были за кабардинцами, до реконкисты, после их освободили частично, остался небольшой кусок Малой Кабарды, это нынешняя, сегодняшняя непосредственно, где область Горогорска, Малгобека и так далее и тому подобное. Эти карты, они у нас тоже есть. И еще хочу, чтобы вы понимали, Бека Черкасского эти земли никто не забирал. Царская Россия их насильно не отвоевывала у Бека Черкасского. Они принадлежали ему непосредственно, завоевал он их, отвоевал он. С кем он это сделал? С нагайцами, с татарами, без разницы. Факт остается фактом, они были под ним. И он, как владетель этих земель, непосредственно эти земли продал царской России. И царская Россия, Бяхмавилаш, и царская Россия выкупила эти земли, заселила на них, само собой, еще со времен Ермолова, знаете, должна была создавалась вторая кордонная линия, то есть по Сунже должны были построить крепости и заселить эти области между между Териком и Сунжей, вот этот кусок, где находится и Малая Кабарда, где находится Сунжинский хребет, нужно было заселить терских казаков, нужно было заселить мирных чеченцев, нужно было заселить это место теми же представителями
части нашего народа, Орстхой, которые жили в предгорье и в горной части предгорья, то есть Черные горы называю. Оттуда и кумыкское название Карабулак, Черная гора, черные камни. Их оттуда с горной части переселили на плоскостную территорию. Уже дальше вы видите по Сунже, сверху написано такими большими буквами на многих картах, написано Карабулаки. То есть их тоже переселили на эти земли. Вот. Взаимоотношения в тот период, кто там проживал, списки предоставления. Списки, конечно, есть разные. Спорить не буду, да. Списки есть разные. В этих списках есть в первую очередь сами адыги, кабардинцы. Потом есть представители непосредственно нашего другого, то есть восточной части, такие как Чертуай, Аларуай, Энгнуай и так далее и тому подобное. Это псидавские чеченцы. Это точно так же Уарстхуай, Цьечуай, Мержуай, Уандлуай и остальные. Потом и в дальнейшем непосредственно и ингуши, само собой, которые были заселены. В основе своей, вы знаете, есть выступление, второй съезд, кажется, ингушского народа, где на этом выступлении четко рассказывает о том, что во время, когда Уарстхуай вместе с чеченцами, мухаджиры, то есть с остальными чеченцами восточной части, у Арстхоя были 1500 семей арстхоевцев, 3500 семей остальных восточных чеченцев вместе были мухаджирами отправлены в атаманскую Турцию, то есть и на Ближний Восток, если сказать, там уже идет и в Иорданию, и Сирию, и в то время Палестину, сейчас это ныне Израиль, частично Египет и Турцию, самая большая часть осталась в Турции. Вот, проселили по этим местам. Да, и 100 семей еще, по крайней мере, официальных, и 100 семей ингушей. Вот после этого, и непосредственно на этих картах, которые как раз этого периода, очень много записано моментов и материалов о том, что эти земли непосредственно были у Борятинского, прокламации Борятинского написано, что все земли будут возвращены по 1838 году возвращены, то есть имеется в виду территориальное. А кроме тех земель непосредственно, которые были отданы за службу в царской армии. То есть эти земли трогать не имеют никакое право, даже если найбы откажутся от имаматства, то есть отойдут от этого всего и останутся, как говорится, они, как и были, им изначально обещали, что их оставят в этих районах найбами, оставят за ними оружие и все остальное. Поэтому все это мы непосредственно документально вам показывали, вы можете посмотреть в предыдущих стримах. Ничего в этом такого нету. И вот этот гребень, как так называемый гребень, который очень часто задается и описывается в этом непосредственно в этих вопросах, он идет от чуть ли не самого Владикавказа и вплоть до Грозного. То есть это большая часть такая, где были заселены терские казаки. В дальнейшем, которые, конечно же, были понемножку уже выдворены. Ассаламу алейкум, Башлам. Как думаешь, есть ли у нас возможность снимать сериал исторический в Чечне? Почему фильмы не снимают? Ва алейкум ассалам. Есть возможность, есть места, но имеется в виду возможности, исторические места, где можно подсъемать. Но снять фильм — это непростое дело. Во-первых, должны быть хорошие финансовые затраты, и должны быть профессионалы, которые умеют снимать это. Если, конечно, захотеть, можно много чего сделать. Фильмы снимали, допустим, про Хайбах фильм снимали, а потом Минкульт все равно это запретил его. Как он назывался, там, забыть нельзя, или что-то такого в формате было. Вот. Но потом Минкульт России почему-то им очень сильно не понравился. Сняли фильм, опять же, начали снимать фильм про разных исторических персонажей, но, опять же,
Допустим, в советское время сняли фильм про Зелимхана Харачевского. Он в то время считался как бы чеченским Робин Гудом, потому что воевал против царской России и так далее. Ну, в каждом периоде есть свои государственные политические воззрения на историю. В России это обычно так, к сожалению или к радости я не могу вам сказать, но это так. То если один раз можно снимать фильмы, там, допустим, про определенные персонажи исторические, то с приходом власти, когда меняется, там, допустим, само собой, фильмы снимать про героев, таких как Топа Чермоев, Арца Чермоев, там, и того периода Кавказской войны, возможно было, если бы до революционном периоде, то есть до революции, если бы были бы такие возможности, гипотетически я говорю. Но ни в коем случае нельзя было бы снимать фильмы там про имама Шамиля, про там Талхига, Байсангура Биноевского и так далее и тому подобное. Но в советское время все, что было против царской России, можно было снимать, то есть они угнетатели людей, а вот когда там, ну как и в советский период, да, снимали фильм на территории Чечни, вы знаете, Михалков еще снимался, свой среди чужих, чужой среди своих, вы эту историю знаете все, где приглашались чеченские актеры на эту передачу и так далее и тому подобное. То есть чуть не завели дело, уголовное дело на Михалкову, потому что он сказал, что будут выплачиваться деньги, а актеры, чеченцы подумали, что если вы хотите сниматься в этом фильме, должны принести 10 рублей. А там было наоборот, выплачивали 10 рублей за то, что снимались массовки. Ну и чуть не завели уголовное дело на Михалкову. Было такое. Или там спрашивали про оружие. Стоит ли приносить оружие с собой или так далее, или вы выдадите оружие. Вот такие вот вещи курьезные были. Поэтому никаких проблем нету, но есть ли желание, есть ли финансирование. Опять же, вы должны понимать, даже маломальские такие, я смотрю вот анонсы различные исторических фильмов, как их снимают, какие затраты, костюмы, все остальное, это, понимаете, так сказать, немалые деньги. Поэтому нужно, конечно же. А так, снимающие фильмы, допустим, рассказывающие исторические, документально снимающие фильмы, есть наш прекрасный брат Амад Нохчев фильм, он там снял, да, вы увидели. Да, пришлось использовать материалы, которые были непосредственно задействованы, там, про шейх Мансура, великолепный фильм. Опять же, задействованные, то есть с Минкультом совместно там рассказали, спросили, Минкульт там помогал с одеждой и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что проблем с этим нету, мы к этому придем. Когда мы придем? Мы обычно, к сожалению, среди тех, кто догоняет весь остальной мир, в некоторых случаях, в культурном там, развитии, в данной ситуации, в кинематографе непосредственно в этой области. А так нет ничего невозможного, стоило бы захотеть. Хороших консультантов, не распил бюджета, допустим, не распиливать его, а достойных людей, чтобы могли задействовать специалистов, критиков, те, которые за... У нас как, если ты что-то говоришь против, то все думают, что ты вот это критическое мышление не поощряется. Вот, Аллах, ведь он умаца, он общественник, он бюджетник, он когда-то работал на те структуры, какая тебе разница? Если человек профессионал, если он знает, люди начинают, у нас нету историков. Ну а кто вообще пришел хоть к одному историку? Кто вообще говорил об этом? Вы знаете тех людей, кто эту историю? Собраться где-то, мне один упрекает, вот я написал про Урарту, опять же закинул, Урарту и хуритов. Государство. Вот была, Ваха его зовут, он один из нашего, представителя нашего истеблишмента, он работает то в Африке, то везде, один достойный наш брат. Он написал комментарий. Вот, я думаю, на этом вопросе поставлена жирная точка, во время конференции в городе Грозном было все решено. Опять же, где социальные сети? Где люди, которые могут просто-напросто сесть, услышать. Ну, не все сидят в интернете, не у всех есть возможность выйти в Инстаграм, не у всех есть возможность выйти в YouTube,
Но где вот довести до простые массы людей, где-то пойти, прийти, услышать реально, что же было на самом деле. Вырезки самые грязные, самые похабные из нашей истории закидывать мастера всегда есть, были и будут. Обсуждать финансовое положение, обсуждать мимику лица, внешность. Это все у нас, конечно же, мастера. Этих людей, этих мастеров так много, что, честно сказать, даже самому немножко стыдно. Почему? Потому что вроде бы представитель твоего народа, а ведет себя как последний, я не знаю, портной, который вечно только матерится. Вот. Поэтому и заключение, что там было, какие-то конкретные фразы. Ну, пригласили бы. Ну, хорошо, если даже не участвуют, пригласите там независимых каких-то. Ладно, не меня, хотя бы других ребят пригласите. Пускай послушают, пускай заснимут, пускай сделают вырезки. Обязательно ждать какой-то академический вестник. Пока там напечатают что-то об Урату Хуритах. Потом через год он пройдет. Потом у кого-нибудь он окажется. Через 5-10 лет кто-нибудь найдет статью важную, вырежет, закинет. И вот так у нас все уходит. У нас сейчас начали поднимать книги, которым, там, я не знаю, 100 лет, в советский период, до советских. Сейчас начали поднимать документы. Почему это нельзя сделать сразу? Есть люди, у которых сохранились, я знаю, что есть, сохранились ордена со времен Байсангура Биноевского, Талхига, Ахмада Ахтуринского, Эски. Есть люди, коллекционеры, исследователи, чеченцы по происхождению, исконно вот, из чеченских тейпов, но не показывают. Боятся, что, я не знаю, чего они боятся, ладно, не будем там говорить. Не афишируют. И приходится просить, ну, вы видите, зашли в блог, касается истории, пригласите, пускай заснимут, пускай не говорят где, или скидывайте там в директ. Вот сколько мне прислали и различные и золотые изделия с киевского периода, сарматского периода, аланского периода, сколько людей всякого находили. Бронза, латунь, медь, золото. Ну, просто покажите, что нашли хотя бы. Ладно, понятно, чернокопатели нечаянно наткнулись или специально наткнулись, всякое может. Но из истории же оно выпадает. И с этим ковчегом напечатали большую статью, написали научную статью, что все уже доказано, что это не ковчег. Люди, которые читают, такие как я, прочитали и сказали, делают свой вывод. Ладно, я прочел, и я был там, по крайней мере. Прошли, посмотрели, сказали, все, это не научно, это антинаучно, никаких доказательств нет. Сказали, нету ничего. Сейчас я читаю, смотрю, печатаются журналы, солидные географическое там исследование, географическое сообщество, чуть ли не парк уже открывается там про Ноев ковчег и так далее и тому подобное. Так вы хотя бы определитесь достоверности, есть этот ковчег или нету этого ковчега. Раз и навсегда можно вопрос закрыть этот. Ты говоришь, нет, я еще раз повторюсь, я ездил туда. Я смотрел. Да, много вопросов, да, очень много непонятного в этом. Но насколько достоверно это? У нас же есть хоть что-нибудь. Геологов позвать, я не знаю. У нас нефть 50, 60, 100 метров под землей копают, находят эти геологи. Почему не пойти, не проверить? Не посмотреть и не поставить точку на этом вопросе? Так, есть ли это искусственное это или человеческое, это окаменелости или это все-таки камни? Или ждут, пока что-нибудь произойдет, пока копают, там уже 29-30 метров ушли, а не дай бог что-нибудь произойдет. Человек погибнет там. Тогда что будет? Тогда нужно завести уголовное дело, тогда нужно сажать и так далее и тому подобное, что ли? Зачем вот эта халатность? Есть или нету? Трафареты есть, уже конференции провели, журналы в огромном количестве, одни из там серьезнейших, имеется в виду, научных журналах опубликовали. В размере там, я не знаю, 1000 штук или там 500 штук.
Сейчас на английский, на немецкий, французский языки собираются переводить. С одной стороны, говорят, что да, проводятся раскопки, и что это будет доказано. А с другой стороны, говорят, нет. Делают публикации, что это не научно, это антинаучно, это недостоверно, что это все белиберда. И на какой стороне должен быть человек, который реально любит? Я, допустим, люблю свой народ, свою родину. Хотелось ли бы мне, конечно, хотелось, как и любому представителю моего народа, если это будет найдено, это мировая сенсация и все остальное, то многие косвенные вопросы, которые касаются об автохтонности, о происхождении, о названии народов и так далее, оно сразу же из ряда гипотезы становится уже как бы научно обоснован. Но если же нет, зачем людей вводить в заблуждение? Остальное же смогли доказать. Смогли доказать, что это не яйца динозавров, что никакого йети не существует, то есть нету никакого йети, который здесь бегает по горам. И так далее, эти сказки, я не знаю, про всяких ангельдонов летающих и тому подобное. Ну, поэтому нужно задумываться над этими вещами, что мы будем дальше делать. И как строить свои исследования. Чтобы никого не обидеть и никому ничего не было. То или есть это, или нету этого. Конкретно хоть кто-то должен в конце концов поставить на этом точку. Если есть, доказывайте, если, то есть, хотя бы интеллигенция заявила, что мы будем проводить работы, все, пока исследования идут, тогда мы будем знать, что можно какие-то выводы делать. Место есть, необычного много там есть. Вплоть до там чернозема, который 2 метра, вокруг нету нигде такого места, что сверху снимаешь, это треугольник, что это как бы между гор, то есть это получается место, где прямо географически, там по многим местам, и вроде бы народ автохтонный, все, многие вещи есть, но дальше, сколько лет это идет уже? Там уже метр за метром. Когда я был, там было 26 или 27 метров. Сейчас я не знаю, сколько там метров уже. И обижать людей не хочется. И обманывать людей не хочется. Поэтому надо вот над этими вещами получить, как говорится, окончательно. Есть более старшее поколение, которое всегда говорит и рассказывает о каких-то вещах, которые очень трудно обосновать и очень трудно довести до людей. То есть от того, что ты говоришь. Вот оно было так-то, там мне мой бабушка, дедушка рассказал. Это должно быть какое-то научное обоснование к этому. Понимаете? И не нужно никому обижаться, нам или кому-либо. Ну, есть ученые, доктора, профессора, там, филологи, доктор филологических наук. Фамилию называть я не буду. Пишут за чеченский, ингушский народ, за обоих, что вот, а там они потеряли определенные какие-то черты. Ну, типичная статья, написанная в период, вот, когда было вот, непосредственно вот эта идея, великая идея об интернационале. То есть и чеченцы, и ингуши вкусили в себя там. Он там перечисляет монголы, осетины, кабардинцы, кумыки, дагестанцы и так далее. Там ряд народов. Говорит, ну, у них переняли и им отдали какие-то свои... Ну, вот, вопрос. В чем оно отличается? Ты историк, ты... Понятно, если ты говоришь определенные слова по филологии, будь любезен, скажи, что вот, да, в каких-то... разговорной речи, допустим, вот это слово переняли, вот это, приведи пример. Написал, вырезает, присылает там, написано, что вот, якобы за принятие ислама отдали свои земли кумыки. Эта статья, они вырезали сразу, разукрасили, сделали макет. Вот чеченский ученый сказал, что вот чеченцам, которые поселились в Прикаспии, то есть между Сулаком
и Каспийским морем, и рекой там Ясси поселились чеченцы, зато вот их поселили, дали эти земли кумыки за то, что они приняли ислам. Где? Где обоснование, где доказательство этому? Просто ляпнул один человек, и потом на протяжении последних этих 5 лет мне приходится вот искать, где это было. Хоть один факт есть там. О месте проживания есть, о том, как Султанут перешел, как его приняли чеченцы, как его поддержали. Это все есть. А дальше где? Где сказано, где дали земли? Это из ряда того же, что ауховцам всем после того, как их реабилитировали, отдали земли в Хасавюрте и Хасавюртовском районе. А где они? А другой говорит, вот когда лакцы и аварцы не вернули земли и дома, мы, кумыки, отдали свои земли чеченцам, и они живут теперь на этих землях. И где доказательство этому? Где доказательство этому? Да, кумыки с чеченцами жили всегда. Бок о бок, это понятно. Во время имама Шамиля и в Эндере, даже в селении Эндере, где половина кумыки были, половина были чеченцы. Это было когда-то. Но опять же, где сказано хоть один документ, где муллы, где столько ученых, которые работали, Ермолов и все остальные, которые там были, где они показывают все это? У них-то есть, они же рассказывают на тот период, когда непосредственно все промежуточные, когда шамхалы получали земельные наделы, когда Нуцалхан просил у кизлярского представителя царской России, просил земли от Аргуна и выше, я прошу, мой любимый падишах, чтобы отдали эти земли с людьми, которые проживают. Этот документ, все документы есть, а документы, которые говорится, что взамен то, что они приняли ислам, им выдали или дали, подарили земли, где этот документ? И на каком основании это будет, этот документ? Есть другие документы от иностранных и мореплавателей, и других представителей царской России, где четко описано, что вплоть до острова Чечень, от него вверх, в этой части, западной части от Шамхала Тарковского, вплоть до гор, проживают чеченцы, и это их земля. Это морское непосредственно, мореплаватели описывают. Они же не говорят, вот здесь они где-то там живут, а здесь в побережье проживают татары, или проживают гунны, или проживают там и так далее. Там. Нет. Поэтому нужно смотреть, нужно эти подтверждения. А мы знаем, что, я вам говорю, есть документы и про Акисов, и Акоков, и про даже тейпы Гунуай, Цуантруай, Дишни, мелкие, которые проживали вплоть до Каспийского моря. Мелхистинцы, которые живут на самом юге высокогорья. Жили в Прикаспии. Были небольшие хутора земли. Эти места были более, в то время, по крайней мере, были зелеными, то есть деревья были, густые леса были и так далее, и так далее. Все, что я вам говорю, это вы можете найти у меня на этом нашем инстаграм-канале. Вы можете просто пролистайте вверх. И карты найдете, и видео найдете. Нету никакого презрения, никакого унижения. Там начинают говорить, вот ты пытаешься унизить, нас нету на карте. Нас... Ну, не было вас. И мне приходится каждый раз писать, и все равно вы оскорбляете, говорите, когда он говорит, что не было такой административной единицы. Не существовало. И все, что существовало, где существовало, на картах зафиксировано. Что вплоть до грузинской дороги, военной грузинской дороги нынешней, что оттуда там и до самого там
Кистинского хребта, который называли, после уже начали называть Андийским хребтом, на этих землях проживают уже непосредственно чеченцами начали называть. Благо, хорошо, что есть и в Ингушетии достойные ученые. Кстати, у меня есть ее книга. Сейчас. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так. Сейчас. Вот. Правда, у меня здесь это новая версия. Мне ее подарили. Вот. Ингушетия, часть Кавказа называется. Вот непосредственно... нет, это Шадыжева. Это другой автор. Ну, ее я завтра тоже опубликую. Ладно. Шадыжева у нас тоже в книге была хорошая карта. Неужели у меня была карта, и ее у меня, кажется, увели. Ладно, взяли и не вернули. Здесь интересная карта была. Ладно, не об этом. Не в этом суть. Куштова, кажется, ее была фамилия. Угу. Вот, у нее написано четко, указано, в каком веке грузинские непосредственно. Салам алейкум, а наши чеченцы подписывали в 1780 или позже договор о вхождении в состав Российской империи. Правда ли это? Я где-то читал про это. Сетевые шнуры. Слушайте, договора в разный период были. Допустим, не то, что в 1780. Были договоры между Шейх-Мурзой Окотским и Московским княжеством. Это 1580 или в пределах 16 века это было. Я об этом рассказывал, я вам это много раз об этом говорил, что как равноправно были заключены. Потом, когда воевали, когда убивали, царская Россия продвигала, расширяла свою империю. Когда наталкивались какие-то села, допустим, там многие любят говорить об этих 3 шатойских селениях. Там 3 представителя этих селений, старейшины, подписали договор, что они входят добровольно в состав. Но в дальнейшем, буквально там же пишут о том, что чуть ли не на 2-й день или на следующую неделю представители этих сел напали и начали воевать опять царская Россия. Потому что никто коллективного, нету договора, который бы весь народ и все общества подписали и перешли в одночасье там в подданство России. Хорошо ли это, плохо ли, но этого не было. Если бы это было, то зачем нужен был шейх Мансур, первый имам Кавказа? Зачем нужен был Бейбулат Таймиев, который тоже заключал несколько раз договора? Он заключал договора, но договора прерывались, потому что, опять же, шли вопреки какие-то вещей. Прокламации Борятинского тоже сказал, что не будут разоружений, останутся наибы и все остальное. Все это было? Было. Не сдерживалось слово? Не сдерживалось. Опять люди выходили. И вот так было все время на протяжении. И во время гражданской войны. То оставляли. А чтобы вы понимали, люди, которые жили всю жизнь с оружием, всю жизнь жили по своим законам, перестраиваться, это не так было просто. Тут вопрос даже не в том, что ты хочешь или нет. Нигде не сказано, что шейх Мансур, как увидел первых, там, допустим, продвижение царской России, что он напал. Нет. И шейх Мансур, Ушурма, тоже определенное время ждали, надеялись, что что-то будет иначе. Но ничего из этого не выходило. И никто не соблюдал договор. Допустим, вот эти 10 1770 или в 1800 года в договоре были представители 3 наших тайпов. Нашхуай,
о которых нас упрекают, да, наш Хуай и еще какие-то, Пэшхуай, кажется, еще какие-то 3 из наших тейпа, которые якобы тоже подписали этот договор. Опять же, но четко оговаривается в этом же документе, 3 последних отошли от этого, то есть они не придерживались этого документа. Не придерживались. Поэтому были ли заключены договора или не было договора от всего народа, то есть представители, вы должны понимать, представлять небольшое количество людей, допустим, в данной ситуации там соседних наших, да, братьев, у них там 1, 2, 10 фамилий, на 1801 год их всего было и мужчин, и женщин, все население было 11 тысяч человек. 9 от 9 до 11 тысяч. Больше не было. И представьте, из них там выбрать, допустим, 10 человек, 10 фамилий главных, выбрать, сказать, вот мы заключаем договор, намного проще. И с учетом того, что они жили в одной местности, то есть, да, опять же, несмотря на эти договоры, мы видим на документах, что горная часть Ингушетии, там же говорится, что они сопротивлялись, что они воевали. И не все так просто было. И как раз в этих документах говорится, что один из представителей моего тейпа просил, ну это книга истории, вы можете посмотреть, просили из тейпа Галгая всех спуститься, поселиться в Назране, чтобы мирно жили, чтобы не воевали, что вот такие моменты были и там. Кто-то сопротивлялся. Да, они не вели войну, да, там не было прямо такого, чтобы... но их и было, эта часть, там небольшое количество людей. Намного сложнее это было делать у нас. У нас, допустим, возьмем на сегодняшний день Серноводский район, Галанчожский район, это однообразный. Второйский район, он географический, он своеобразный. Чуберлоевский район своеобразный. А Ичкеринские леса это вообще непроходимые гущи были. То есть все, что было по правому стороны Сунжи, сплошные непроходимые леса, чтобы там сделать просеки, чтобы там пробиться, завоевать, поставить пушку, это было все не так просто. И с учетом того, что люди воевали все время. И поэтому в этот период многие и Граба, и другие генералы описывают, что я знаю, во-первых, я об этом рассказывал. Вы у меня спросили, были ли подписаны или акты, или без разницы. Я о документах говорю. Был это акт, была это присяга. Опять же, я говорю о документах. Договор или акт, который был заключен. Акты, который был заключен между Московской Русью и Шихмурзой Окотским, об этом я рассказывал. Договор, который был подписан между шатойскими 3 там старейшинами, это совсем другое. Поэтому нету никакой разницы. Это раз. Во-вторых, еще раз повторюсь, что Духдаш, Нохчу, я знаю прекрасно, Сундыкха, Эбэкнаш, Мюншбуха, тюркоязычный Мюншбуха. Еще раз повторюсь, и не я это говорю, я вам рассказываю, что есть непосредственно и дюч хилбол, сегодня есть ребята, с которыми, определенно, с которыми мы ведем научную работу, там, допустим, дискуссии, обсуждаем. И возникает вот вопрос, вот есть документ перед тобой, и ты знаешь о недостоверности этого документа. И никто его не опровергает. Ни Академия наук, ни чеченское телевидение, никто этого не опровергает. Ни Чеченский госуниверситет. Я не упрекаю. Возможно, они даже не знают об этом. Я нисколько не принижаю профессиональную деятельность этих докторов или профессоров. Они намного лучше знают, чем мы же простые блогеры там, и так далее и тому подобное. Но нам, простым блогерам и простым людям, нам бы желательно тоже узнать, какое решение они приняли. Или они говорят, что это да, достоверно, и доказывают это.
с чем мы должны согласиться. Почему есть ученые или псевдоученые, или исследователи, которые пытаются всяким образом очистить и показать свою историю с лучшей стороны у всех соседних регионов. Фактически у всех есть. А то, что с нами не соглашается в многих вопросах, мы можем сейчас взять книгу Умхаева, где четко приглашение от Академии наук Чеченской Республики, представителям там научного истеблишмента соседнего региона, где их приглашают и говорят, Хадуил, есть вопросы, которые между собой мы должны решить, они отказываются. А причины того, знаете, какие причины? Почему они отказываются? Но якобы на какой-то газете, где-то в Грозненском рабочем, была написана статья, которая им не понравилась. И целый научный исследовательский или институт, или академия, я не знаю, как он называется там у них, да? Не суть. Они отказываются. Они печатают такую книгу, которую вы открываете после того, как напечатали. Уже потом сидите и говорите, да, это не так, это не так. Ади Сурхо, Алдам Гези и многие исторические персонажи, национальные какие-то инструменты, истанги, названия, будь то дзурдзуки, кисты. Они-то говорят, что это все вы воруете, это якобы ихнее. Хотя четко мне над которым вы издеваетесь, который вы там, я имею в виду и наших тоже, научная интеллигенция, которая вот с простыми блогерами, я-то хорошо еще заканчивал исторический факультет. Окей. Хоть что-то знаю. Но вы-то могли просто-напросто встретиться. Поговорить. Час-два. Пригласите самых сильнейших ваших профессоров. Скажите мне, чтобы я взял пару человек, блогеров, с которым мы могли прийти, с вами сесть за один стол, один день выделите. И давайте поговорим, посмотрим. В каких вопросах и где неправы. У нас есть конкретные вопросы к этим людям. Почему? Потому что нам это писать, нам это распространять, нам воевать сегодня идется гибридная война сегодня в интернете. До сих пор льется клевета, льется грязь на наш народ. И это делается целенаправленно на будущее. Потому что еще в 7-6 года, когда подделывались карты, и мы публиковали, вы видели с этих сайтов переписки, мы публиковали их. Они говорят, закидывайте карты, подделывайте карты. И все молчали. Все молчали. Почему? Потому что нам было не до этого, была война. А то, что книги писали в 2004-2001 году, я про это вообще молчу. И тут разницы нету. Если вы думаете, что речь идет конкретно только там о западных нет. Речь идет не только об этом. И есть и с Востока такая же проблема. Дерез хил дал везу алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Дерез хил мам, дерез хил. Аяма чуксу. Аяма чуксу чуяра. Сундера. Я знаю договор, я знаю, что такое акт. И я не говорю, что это одно и то же. Вот. Упреки есть, когда не могут доказать, когда не могут конкретно указать на то, что вот есть проблема, есть вот такая-то ситуация, когда не могут всего этого доказать или опровергнуть, они переходят на личности. То есть они указывают и говорят, что шатойский кластер, они говорят, что это все орстхоевцы. А орстхоевцы это ихние. Они перечисляют Хантуа, Ха и так далее. В том числе и Нихлой. Окей. Я вступаю в бой и говорю, вот я тогда, у меня половина орстхоевцев, санан орстхоевцев, по вашей научной логике. Хотя никогда в жизни ни один представитель Хакко, Пханто, Сетто, Гатто, никогда, не знаю, какие-то, может быть, узкие круги говорили об этом,
не говорили, что они уарство. Да, нас считали одним единым народом, но они не говорили этого. И я специально поехал, никогда этого и не признаю. Они как говорят? Потому что есть случаи конкретно в истории, где мы воевали против них. Вир вахкар гошгошит элеч адмашдойш үстри взамен дабан цигицер цигат элеч үстри бежниш хадал. Есть такие случаи исторические. Я, опять же, мы говорим об истории. Прошу не путать современной жизнью и современными реалиями. Мы об истории говорим. Указываешь, показываешь проблему, вот так. Все молчат, как в рот воду набрали. Наша интеллигенция молчит. В каком плане? Возможно, нет, были попытки, я видел, я помню, когда глава Чеченской Республики поругал или сказал, что вы не дорабатываете, пошли выезды, вот эти, где Бейбулат Таймеев захоронен и так далее и тому подобное. Пошла тема, пошла вода. Сколько она продлилась, я не знаю, но все притихло. Да, у них есть, возможно, я не спорю, есть какие-то архивные документы, есть какие-то наработки, археологи, возможно, все это есть. Но еще раз повторюсь, простой обыватель, житель, человек, который сейчас сидит в Гудермесе, человек, который сейчас сидит во Франции, в Германии, в Америке, в Канаде, в любых других странах, он не может достать чеченский вестник или из Академии наук, прочитать научную статью, где четко указано, здесь-то так-то, так-то. Газеты, как вы знаете, сейчас уже не покупают и нету этой информации. Мы находим сегодня конкретные документы с Терских ведомостей на газете. Раньше официально публиковали такие вещи, чтобы расходились массы. Сегодня эти массы это социальные сети, это ВК, это Инстаграм, это Телеграм и остальные социальные сети, не обязательно их перечислять. Но где они? Где они, которые мы вот сегодня, мне интересно, где я бы сам эту статью взял, опубликовал бы у себя, чтобы большое количество людей могли посмотреть на это. Понимаете? Так кто не дорабатывает? Я не дорабатываю, мы не дорабатываем. Или же наоборот, истеблиш наш мир. Я не утверждаю. Опять же, есть ученые, которые просто-напросто уперлись и не сходит ничего. Вот они сказали, они доказали, все. Хорошо, если вы так уверены в своей версии, в своей теории, пожалуйста, вам ничего не стоит пригласить 5-10 человек. Я организую, я договорюсь с ними. Есть ребята, у которых глаза горят. И душа, и сердце болит за это дело. Давайте пригласим. Давайте поговорим. И мы выскажемся. Свое мнение выскажем. И вы выскажетесь. Вот только давайте без этих пафосных речей. Вот мы столько сегодня, это несерьезно, это антинаучно. Сегодня нету ничего антинаучного в том, чтобы встретиться с гражданским обществом, с представителями, с ломами, лидерами общественного мнения, с блогерами, которые занимаются историей, хотя бы каким-то образом соприкасаются с этим. Я же не прошу бьюти-блогеров приглашать. Я не прошу приглашать там каких-нибудь, я не знаю, фуд-блогеров приглашать туда, если это не специализация, там, допустим, национальной кухни. Мы просим хотя бы что-то, чем-то занимать. Хорошо, давайте встретимся. Давайте вы нам расскажите, как вы пришли, вот как мы узнали. В 2018 году мы узнали, простые блогеры узнали, что можно в обиход вводить, и вместо чеченские можно теперь писать навчийские источники, навчийские герои и так далее и тому подобное. И когда меня спрашивают, а не было раньше такого слова, я говорю, в научный оборот 2018 года официально введено и доказано, что так должно быть и так можно делать. Все. Вопрос решен, и у меня есть ссылка, я могу сослаться на что-то. Когда люди мне говорят, что нету тухума мелхи,
А есть там, допустим, только тейп, мне очень просто. Я могу взять Ильяса Сигаури и сказать, вот книга. Два. Да, это не последняя версия, я надеюсь, этой книги у меня будет новый двухтомник очерков истории Сигаури. К сожалению, у меня его нету, но я очень надеюсь, что он у меня будет. Зайдите, посмотрите, что Ильяс говорит. Здесь очень хороший материал. Хотя, когда я учился в университете, этих книг фактически не было, и никто не просил ссылаться. В то время эти книги были готовыми. В то время они были напечатаны, но ни один из представителей ученого не говорил, что вот. Хотя нет, один был, который сказал, что надо, вот, возьмите, там тоже посмотрите. Эти книги были большой редкостью. Хотя там от А до Я все было в тот период. Не было книг Хасана Бакаева, конечно. Да и война не до этого была. Башлам, мы не тейп, мы галгай народу, прекрати, вы уже Азамат нас. Послушай, я понимаю, что ты умственно отстала. Ты прости, это не оскорбление. Реально ты умственно отстала. Я тебе говорю о конкретно описанном историческом периоде, когда определенному, почему я сказал именно галга тейпу, потому что там говорилось, что часть ингушей горских вели сопротивление царской России. Если я не ошибаюсь, это были или галга, или цхоро были это. Ну, в основном, если я не ошибаюсь, это были галга. И об этом говорит ваш шейх Будуртанов. Ты можешь спросить, этот момент есть записано, где представитель тайпа Эшбату, имя конкретно есть. Я вот в этой вашей билиберде 90-страничной, которую вы собрали, блин, всю блевотину со всех сторон, там это тоже написано. И ничего плохого там не было, там как раз таки говорилось, чтобы халак сабайтит, чтобы спускались на плодородные земли, потому что в горах трудно, здесь будет более удобно и так далее. Там, я об этом говорю. Не надо ко мне приписывать Азамата. Азамат отдельная личность, он занимается лингвистикой, не надо, мне не пишите, Амина не пишите мне, Азамата не пишите мне, понимаете? Не надо мне писать. Азамат отдельная личность, Амин отдельная личность, я отдельно. Если они придут в гости, я как пригласил Азамата, если придут в гости, вы увидите вместе, мы можем задать эти вопросы и поговорить. Но связывать и объединять не надо. И не во всех случаях мы даже на одних конференциях бываем вместе и сборах. Вот. Здесь ни оскорбление, ничего-либо. Не надо говорить, вот ты Азамат. Азамат занимается, Азамат намного мягче и миллиард раз, если бы вы понимали его, то, что говорит Азамат, хочет братства и единства. Азамат именно, в отличие от меня. Я говорю нет. Я говорю, сегодня должны быть два субъекта. Ногчи это ногчи, галга это галга. Пускай у вас золотые города, метро, самолеты, все что угодно будет. Но на своей земле, со своими, как говорится, правилами. А мы у себя дома. Я вот за это. Потому что объединенная версия, по мне, это утопия. И это показало. Объединились в 1934-м, и что в конце концов произошло? Разошлись с ничем, с упреками, с оскорблениями. Нам ничего не осталось, вместе строили ЧССР и так далее и тому подобное. Я сказал и говорю еще раз, повторяюсь. Все, что строили в ЧССР, от него осталась одна труба, находится в Заводском районе, нет, он сейчас называется, кажется, Шейх-Мансуровский район. Там осталась одна труба от доминой печи. Это где был когда-то завод. Вы можете не половину, а всю трубу себе забрать. Больше ничего не осталось. Была война. Ушел и тот старый Грозный, от него ничего фактически не осталось. Уж погибли 300 тысяч человек. Ну, плюс-минус. Поэтому, в отличие от меня, у Азамата своя. Говорят, когда мне говорят, брат, да, мы братья. Да, мы говорим на одном языке. Исторически мы были когда-то вместе.
до 17 века. Я полностью с этим согласен, не отрицаю. Да, название дзурдзуки, кистинцы, когда мы были вместе, оно было наше вместе. Но не сейчас. Сейчас ингуши это ингуши, ночи это ночь. Все. Поэтому не надо на меня вот заходить и говорить, вот ты говоришь, ты с Азаматом. Я сегодня считаю, что самое правильное, каждый должен идти своим путем, не оскорбляя. Приехал ко мне в гости. 99% болтунов, которые со мной спорят о чеченских башнях, о чеченских петроглифах, и 100%, 99%. Из них всех, я хочу сказать, что 99% даже не был в Чеченских горах и не видел ни башен чеченских, ничего. И он реально думал, что эти башни, у нас нету башен, они думают вообще. Они никогда не были ни в Шарое, ни в Чеверлое. 99%. Максимум, где они были, это были, может быть, в гостинице казино. Все. Больше нигде не было. Но болтать. Я никогда ничего плохого не говорил, допустим, про соседние башенные комплексы Ингушетии. Они великолепны, они красивы, они ингушские. Все, этот вопрос. Я не говорю, что их нету. Есть, все хорошо. Но ваши башни это ваши, а наши это наши. Мы уже два субъекта, разных субъектов. Если будет на то воля, и большинство людей согласятся, скажут, что мы, да, один народ, мы должны быть вместе, я только за. Но за эти 5 лет я повидал столько. Я настолько глубоко вник и в ауховскую проблему, и в панкийскую проблему. Я все знаю об этом. Все имеется в виду в основе своей, самые главные моменты я все знаю. Но честно сказать, я не хочу переходить границу дальше. Если меня спрашивают, кто-то заходит, я говорю, да, хорошо, по-братски. Допустим, с Джамлаем Хамхоевым мне спорить нечего вообще. Мы говорим на одной волне. Он по книгам, я по книгам. Поговорили, разошлись. Он меня не задевает, я его не задеваю. Брат, все закончилось. Я не знаю. 80% постов у него против чего, я не знаю, Белшот. Если у тебя проблемы с Азаматом, наберись мужества. У него есть аккаунт. Встреться с ним. Спроси, про что ты пишешь, о чем ты говоришь. Но не надо ко мне приходить и мне говорить. Те, кто приходит ко мне, я еще раз повторяюсь, ни одного поста оскорбления, ни одного народа, никого, без разницы. Осетины, ингуши, кабардинцы, дагестанцы, не против кого, нету ни одного поста. И я не позволю себе этого. Я не нацист. Но я люблю свою историю, и я хочу поделиться со всеми нашей историей. Ты видишь, я вот говорил о своей истории. Ты влез, и потихоньку, я такой человек, ты прекрасно знаешь, что я переключусь и начну говорить о тебе. Вот ты как обиженная невеста, которая, вот когда две жены, одна из жен вечно обиженная и недовольная. Вот ты как он или она себя ведешь. Вечно обиды, говоришь какие-то, мне дела нету до тебя. Если то, что я говорю, ты говоришь, не было, но я это из ваших документов взял, где говорится, что просили спуститься более воинственные части какие-то, которые я наоборот тебе, по сути, вам наоборот, ваши же книги зачитываю. Ни больше, ни меньше. И мне не нужно оправдываться перед тобой. Так что держи свой язык за зубами и слушай. Не говори того, что нет. Хочешь поговорить? Хочешь поговорить с Азаматом? Иди к Азамату. Я не оскорбил. Я сказал, как обиженная. Белшот, я тебя не оскорбил. Я тебе сказал, как обиженная вторая жена ты ведешь себя. Хорошо, если тебя это не устраивает. Как маленький ребенок ты себя ведешь. Я ни слова не говорил плохого тебе. Я тебе перечислил факты.
Если есть какие-то конкретные исторические факты, ты можешь спросить. Спроси так-то, так-то. Я тебе отвечу, достоверно это или нет. Ладно. Переключаемся на свои проблемы. Дальше. Были ли у нас какие-то проблемы, есть ли у нас проблемы вообще с нашим научным истеблишментом? Он есть, и кто бы ни пытался его скрыть, он существует. Можно ли его решить? Можно. Но стоит, этого должны хотеть сами представители Мухаммад ГБ. Осетины и чеченцы были, а Ингушетии не было, по-твоему. Мухаммад ГМБ, ты вопрос мне задаешь? Ты вообще сейчас про что у меня спрашиваешь? Объясни мне. Ты про карту говоришь? Падуахак, Мухаммад ГМБ. Эту карту не я нарисовал. Это научное издание, это документ исторический. Адуахак. Зачем ты у меня это спрашиваешь? Не было, я тебе говорю, до 1860 года не было такой административной единицы никогда. Локально отмечались места, где проживали какие общества. Допустим, такие как кисты, в данной ситуации это феппи, или ангуштовцы, или там, допустим, мелхи, чеберлоевцы, шаровцы, без разницы. Или ближние дальние кисты. Я не знаю, каким языком еще объяснять. Но если вы не понимаете, вы хотя бы сунем Сашу к ему я честно, я вроде бы специально хочу говорить на своем родном языке. Сайненен маттадуются в дариасе чуле. Шумелдеш киетит гарча, гадский маттах. Нижгий маттах, дадаш, дуас шуги. Камя кемудис, кехумат битве, солнцаха. Сом киети. Джайраховский говор Аллах, и ингушский говор Аллах, и акинский говор Аллах, и галанчевский говор Аллах, и мелкий говор Аллах, и уарской говор Аллах. Сом киет, дючу дочунов. Цакиет швек, эхки ахасу. Я не знаю, при чем тут Осетия была. Скажи тогда, как историк, откуда появились осетины? Если ты хочешь узнать, откуда появились осетины, как историк, спроси у осетин. Я думаю, это будет более верно, правильно? Я же не осетин. А про разные версии, как, где появились они есть. У грузин прочитайте. Мне, Мухаммад, можно не доверять. У вас такое понимание. Посмотрите, у грузин, посмотрите. Там очень много написано про осетин. Как они их сильно, и до сих пор они их любят. И если вы думаете, что вас любят или нас любят больше, чем осетин, вы глубоко ошибаетесь. Осетин они любят все равно больше. Они частью своего народа их считают. Как мы считаем друг друга себя. И в этом проблемы нету. Понимаешь? Они нарисовали эту карту, ты говоришь, нет, не они нарисовали эту карту. А вот карту, которую закидывают многие, Мухаммад, твои сородичи, где указана вот такая большая, широкая, зеленая, ты видел, да? Во времена Терской области и Ингушетии, якобы вот такая большая, вот ее сделали осетины. Да только вот проблема. С одной стороны, вы говорите, что эта карта достоверная, я ее публиковал, кстати. Это фейк. Почему? Если эта карта достоверна, значит никогда Буро не был вашим. Почему? Зная это, осетины этот кусок Владикавказа не включили туда, в эту карту. А вы уже в оригинале этой карты, это так сделано, осетинскими учеными. Да, эта карта есть. Там конкретно указывается. А вы взяли, ее закидываете, но не замечаете, что этого куска там нету. А некоторые взяли и закрасили, сделали, как будто бы это часть вашей исторической родины. Я опять же говорю, я не говорю, что это не так. Однако в оригинале этой карты этот город не входит туда. То есть, или же должна быть эта карта достоверная, значит, Владикавказ полностью с частью, небольшой частью пригородного района принадлежит осетинам.
Или же она недостоверная, и тогда не нужно говорить, что там чуть ли не весь Моздок и до кабардинцев были ваши земли. Это не мое, еще раз я говорю. Мне без разницы. Если эта карта есть в интернете, если она есть со ссылкой, то есть есть ссылка, можно посмотреть эту карту. Я не знаю, кто ее написал. В основном я могу тебе показать 3 карты, которые у меня есть. Сейчас прямо я тебе могу показать карты. Мухаммад, вот ты меня сейчас слышишь, я тебе хочешь сейчас покажу 3 карты, где находятся ингуши и где находятся осетины. И ни одна из этих карт не принадлежит чеченскому автору или осетинскому автору не принадлежит. Муляй, я тебе прямо сейчас покажу. Причем, если я не ошибаюсь, одна из карт даже иностранная, имеется в виду, иностранцем сделала. Почему карты, которые вам неудобны, вы всегда говорите, что они якобы нарисованы, написаны осетинами, и они нехорошие, имеется в виду карты. Но вы сами показываете карты и говорите о карте Вахушти-Багратионе, как самое достоверное. Вахушти-Багратионе никогда не был на территории нашей Родины. Никогда. Даже в самых ее южных частях он не был. Посмотрите его биографию. И где его жизнь закончилась, где он жил, где он похоронен, посмотрите. Я нисколько не оскорбляю его. Я, в отличие от вас, изучал, по крайней мере, о нем. И знаю, когда его начали максимально использовать его материалы. Я в прямом эфире вам зачитывал это. Книги есть. Все это есть доступно. Вот и все. Если ты, Мухаммад, здесь ГМБ, ты хочешь, я тебе покажу карты. Где осетины есть, где ингуши есть, где ногчи есть, я тебе могу показать. Только скажи, я хочу посмотреть. И я тебе зачитаю, в каком году эта карта, какого периода, и кем она написана. Я не знаю, кто за что застолбил, я не знаю. Я не вижу, честно сказать, единственное, скажу вам так. Я не вижу агрессии в адрес, наш адрес от них. Честно. У нас были земельные вопросы, имеется в виду, по границе с ними, где Моздок, а в этой области. Но с ними и ставропольскими вопрос был закрыт 5 секунд. То есть друг к другу никакие претензии, вопрос закрыли. И со Ставрополем закрыли, и с осетинами закрыли. Не закрыли вопрос, то есть подняли там, провели там акт непоминовения, митинги. Конечно, под рукой, Мухаммад. Никаких вопросов нету. Сейчас покажем. Бяхмавила, сейчас дай мне минуту, у меня здесь книги лежат. Мне надо их сейчас опустить. اليوم حاجاكنا يحكم عن الوقت شو كويسي إذا لا يغير так так Мухаммад Мухаммад, чтобы было понятно, вот эта карта, смотри, что там написано. Фрагмент подробной карты Российской империи, близлежащих заграничных владений, подготовлено собственным его императорским величеством депо карт, то есть специализированный на картах. Карта составлена в 1801-1804 годах. Дальше. В обиходе эта карта нередко называется столистовой картой Российской империи.
Здесь представлен вариант карты, изданный в 1816 году. Видно? Вот эта карта вся, чтобы было видно тебе, да? Теперь смотри. Я ее заворачиваю часть, чтобы не было. Видишь, написано Грузия. Видно, да? Грузия. Спускаемся сюда. Посмотри. Так. Ты видел, что эта карта нарисована не ингушами, не чеченцами и не осетинами. Смотри. Чтобы было понятно. Владикавказ. Видишь? Видишь эту карту? Смотри, где находятся ингуши. Река Сунжа и Шолха, или называется река Асса. Видишь? Вот здесь находятся ингуши, чтобы было понятно. Здесь Малая Кабарда. Здесь Владикавказ. Видно, да? Вот селение Заурова. Освободилось. Бяхмобилось. Стоп. Хазла. Вот Владикавказ. Вот селение Заурова. Видно? Так, здесь написано Джейраховцы, если я не ошибаюсь. Вот Дарьял. Дарьял. Здесь ингуши, видишь, да, между рекой Ассой и Сунжей. Вот перешейк, где ингуши. А вот старые ингуши. Видишь? Написано старые ингуши. Вот река Камбулеевка. Камбулеевка. Вот стрелка указана и место, вот, Дарьял. Как видишь, дальше, смотри. Казбек. Ну, дальше уже видно, да? Старые там и так далее, и тому подобное. Теперь смотрим, что написано. Видишь? Иранистан, Иронистан или Осетия. Видно? Чтобы было понятно. Вот. Теперь смотрим, где же чеченцы. Почему я опубликовал эту карту. Вот река. Это река Асса. Это не река Мартанга или Фартанга. И что же она, смотри, вплоть до Кабарды, видишь, написано что? Чеченцы. И нет никаких других народов, все чеченцы. Вот эта река, чтобы было понятно. Вот здесь написано Талбы, чтобы было видно. Вот здесь написано Нашхи, Кагушхи, чеченцы. Смотрим дальше. Вот она идет, вот эта река Сунжа. Чтобы было понятно, это Сунжа все. Смотрим. Большой Чечень. Алда. Опять смотрим здесь. Опять чеченцы. Это река Аксай, чтобы было понятно. Видно всем? И только вот прямо, где селение Черкей и Койсу, вот здесь, за этой рекой, находится владение Умахана. За рекой. Владение Умахана на тот период. И вот смотри, чтобы было понятно. Вот граница. Вот граница. Вот граница чеченцев. Видишь? Вот здесь. Вот эта карта. 1816. Смотрим дальше. Прямо перед тобой, чтобы ты не говорил. Видишь, эта карта? Убираем. Под ней еще одна карта. Смотрим. Чья же это карта? Карта российских владений Кавказом. Видно? Составитель Карл. Прошу прощения. Корпус географических топографов поручиком Колокольцевым, кажется.
Видно, да? Смотрим дальше. Дальше смотрим. Год. 1836. Смотрим на карту. Вот она карта. Смотрим. Вот Владикавказ. Крепость Владикавказ. И от самого Владикавказа идет, видно, до самого, опять же, крепость внезапная. Вот она, крепость внезапная. Вот она, по реке Сулак. Видно? Крепость проживают чеченцы, чтобы было видно. Вот этот Кистинский хребет, ныне называющийся Андийским хребтом, и от него идет Лезгины. Никакого Дагестана нету. Лезгины написано. Чтобы было понятно, видите? Вот чеченцы. На этих... А вот, уже как видно, да? Вот река Сулак. За Сулаком вот это Кизляр и Кумыки. Чтобы было всем видно. Дальше смотрим. Кабарда. Видно всем? Вот, до сюда доходит Кабарда. Вот она. Последняя. Смотрим дальше. Если она не существовала, однако, смотрим. Большими буквами написано Осетия. Видно? Вот вся эта территория, видно, да? Написано Осетия. Смотрим дальше здесь. Здесь уже граница, Кахетия и вот Большой Кавказский хребет. Чтобы было видно. Вот он, Большой Кавказский хребет. Вот. Видно чеченцы, да? Все. Там крепость Грозная и все остальное. Здесь нету, чтобы было понятно, ни одного слова. Хотя здесь есть укрепление Назрань, чтобы было видно. Укрепление Назрань, видите? Даут-Мартан. Здесь он называется еще Даут. Мартан, видите? Даут-Мартан. Многие спорили, как он называется. Даут-Мартан. Как видно, да? Все. Это карта 1836 года. Вот чтобы было понятно, вот она, эта карта. Вот она у меня. Здесь просто описано кавказские общества, народы, которые проживают и так далее. Тому. Кто относится к лезгинам. Если тебе так интересно, давай посмотрим. В 1836 году кого называли чеченцами? Смотрим. Кистинцы, шубузы. Видно? Нашхойцы, чеберлойцы, ичкеринцы. Ой, бяхмовилаш. Где здесь? Ичкеринцы, ауховцы, качкалыковцы. Все. Видно всем? Это была нижняя часть. А если мы зачитываем 3 галашевцы, 4 кистинцы, 5 галгайцы, 6 акинцы, 7 кистинцы, опять 2 раза кистинцы. Речь идет о ближних и дальних кистинцах. Тот первые кистинцы это ближние фяппи, а дальние кистинцы это вот где мы говорим. И так далее. Вот это непосредственно карта 1836 года. Дальше, Мухаммад. Берем следующее, чтобы было видно. Вот эта карта. По твоей просьбе. Убираем. Смотрим другую карту. Специально смотри. Что написано? Карта Кавказских земель издана Семеном Броневским. По описанию Максимовича, да? Максимовичем. 1750-1820 года. Смотрим. Идем сюда. Берем. С вами. Надеюсь, вам видно. Смотрим. Не знаю, как вам еще лучше преподнести. Так, завалял. Вот Малая Кабарда.
Вот Малая Кабарда. Смотрим. Вот. Между реками. Опять же, Аса и Сунжа. Вот ингуши. Вот видишь, на маленьком клочке. Ингуши. Вот крепость Назрань. Чтобы было видно. Вот крепость Назрань. Дальше смотрим. Вот. Кистины. Это Веппи. Вот, видно? Дальше смотрим. Вот она. Вот. Карабулаки. Видно, да? И смотрим дальше. Сверху карнагайцы, малые кабардинцы. Дальше смотрим. Независимые чеченцы. Мирные чеченцы. Дальше смотрим. От Владикавказа, от малых, что написано? Кистины. Вплоть до чего? Андийцы, видно? От Владикавказа до Андийского хребта все записаны кистинцами. Все. Здесь дальше есть, опять же, здесь есть горные чеченцы, мичикизовцы. Видите? Это не говорит о том, что это разные народы. Здесь есть другие чеченцы. Видите? Чеченцы. Вот. Чеченцы, мичикизовцы, горные чеченцы, мичикизовцы, качкалыковцы. Все это есть. Вот на этой карте. Чтобы было видно. Вот владение Шамхала Тарковского. Вот кумыки. Река Терек. Андийцы. Горные чеченцы. Чеченцы-мичикизовцы. Вот кистинцы. Вот ингуши. Вот карабулаки. Вот Малая Кабарда. Смотрим. А если здесь, на этой карте, допустим, осетины? Смотрите. Осетия. Вот. Вот все это Осетия. Вот область Осетии. Вот она, область Осетии. И чтобы было понятно, вот три карты, которые я вам показал. Все эти карты, ни одна из этих карт не является, еще раз повторюсь, ни одна из этих карт не является, ну, грубо говоря, второй половины 19 века. Поэтому, как устройство, территориальное устройство Ингушетии, там, где вот как Осетия или чеченцы записано, их нету. Не потому, что чеченцы плохие, не потому, что там вас не любят или карты поделят. Нет. Это простая элементарная вещь. Здесь, в данной ситуации, по истории, в 1860 году был всего лишь создан Ингушевский округ. До этого там не было. Как общество записали, как общество записано. Ни больше, ни меньше. И здесь Мухаммад ГМБ, я надеюсь, ты еще в эфире. Все три карты, ни одна из этих карт не написана ни чеченцам, ни осетинцам, ни ингушом. Это все написали, опять же, ученые, картографы того периода. Ладно, многие мне говорят в тот период, мол, это же написали кафиры, или это написали русские, она недостоверна и так далее и тому подобное. И многие то, что мне говорят, и ты веришь в эти карты, и ты веришь в это и тому подобное. Уважаемые мои подписчики, друзья, доброжелатели и недоброжелатели, которые там, норнийцы, которые сидят, дабы я что-нибудь сказал, чтобы подловить. Мы в данное время должны говорить правду как есть. Ну, во-первых, чтобы писать что-то плохое про ингушей или убирать их с карты, смысла никакой России нету для начала. Почему? Потому что Ингушетия, по сути, очень мирная республика. Не скажу, что она прямо была кровоточащей раной
для, во время Кавказской войны и так далее и тому подобное. Она не была. Вполне мирные люди, которые существовали, жили достойно. И их убирать или специально, чтобы они как враги, их принижать, занижать, смысла не было. Это первый момент. Второй момент. Ну, раз вы говорите про кафиров, я из-за этого говорю. Второй момент. В отличие, допустим, от чеченцев, которые вечно надоедали всем, и они описаны всегда, начиная от Ермолова, не лучшим образом. Второй момент. Мы до сих пор живем в Российской Федерации. Чеченская республика и Республика Ингушетия являются частью, субъектами Российской Федерации. К чему я это говорю? Никаких проблем нету. Если вы считаете достаточно, считаете, хотите увидеть реально изменение ситуации, для этого есть Академия наук Российской Федерации, целое историческое сообщество, есть специалисты в области кавказской истории, которые достаточно большом количестве есть и в Ингушетии, в Ставропольском крае и так далее. Вы можете написать петицию и сказать: мы недовольны, что нас нету на картах, нас нету исконных земель, на которых там наше государственное устройство было в более ранний период. Да, вне сомнения, на этих картах, где в дальнейшем уже была образована область, написано, хотя в тот период, более ранний период, как отдельности для территории, там, допустим, как у Осетии или у чеченцев, если нету, это тут проблем, в принципе, как таковой нету. В дальнейшем появилось, и вы уже можете увидеть точные ее границы, к сожалению, их нету. И не могло быть, по идее. Да, грубо говоря, каких-то принципиально там договоренностей между собой. Ой, Иштар был, что только это. Потом можно поговорить, отправить официальное письмо, сказать: вот нас нету в истории, там, на картах, в этой части, исправьте, мы не согласны, договоритесь. Если эти карты появятся, и они будут обоснованы, ну, как делают это, допустим, в статейках, в Википедии, там, всякую там ерунду пишут за 50 рублей, кто пытается там закидывать статьи, переделывать их. А есть такие группы. О них мы как-нибудь тоже поговорим. Вы можете изменить ситуацию. К сожалению, не мы тоже не согласны с многими. Не вы этого не делаете. Почему? Потому что ни ваши ученые, ни наши ученые, в принципе, как таковой, говорить об этом огромном, большой промежуток времени не могли и не хотели. И не делали этого. Да и сейчас не хотят. Находят какие-то моменты по советской книге, вы видели, какая паника. Изменили. Ну, сказали же, показали. Доказали. Министерство культуры, Министерство образования. Книги заменили? Заменили. Посодействовали этому? Посодействовали. Попросили прощения, сказали, что это недостоверно. Предоставьте нам свою информацию, сказали. И предоставили. И довели до конца это. Благодаря настоящим там представителям нашего народа, которые любят свой народ и хотели исправить эту ситуацию. Здесь вопрос будет закрыт, и никаких претензий не может быть. А теперь я еще раз. Вот, вы знаете, я сказал, что обиженная там, как ведет себя как обиженная вторая жена, да, или там маленький ребенок. Вот насколько нужно быть умственно отстающим. Теперь этот человек пишет мне, и вы видите, Башлам. А теперь покажи нам карты с термином «нохчи». Есть ли есть такая? Карта с термином «нохчи» есть.
валикум ассалам, я ее публиковал, чтобы ты понимал. Есть много, даже с названием Нахчиматия, Нахиматия, есть карта. Ее нарисовали и написали, опять же, не чеченцы. Суть не в этом. Самоназвание нашего народа Нахчи. Самоназвание, ты знаешь что-то? Если там записали чеченцы, а чеченцы это Нохчи, Нохчи это чеченцы. И об этом говорят все ученые, которые в тот период фиксировали это все. Ты должен быть на самом деле очень больным человеком, который просит не чеченцы, чтобы там было написано, а Нахчи, чтобы было там написано. Я понимаю, почему твой грязный рот это делает. Ты пытаешься мне сказать, что термин чеченцы обобщающий, а термин Нохчи нет. Якобы. Опять же, разбирайся в своем грязном белье. Еще раз повторюсь. В своем грязном белье. Я не лезу туда. Хотя прекрасно знаю всю эту ситуацию. Нохчи и чеченцы это синонимы. Просто мы не любим это, и самоназвание нашего народа чеченцы. У нас не было тейпа чеченцы, у нас не было тейпа Нахчи или Нохчи. Никогда не было. Гуно, они прекрасно знают, Вайга, Йошу и Кач, мы публиковали их. Но недальновидные, недалекие умом люди всегда что-нибудь дохотят. Поэтому, надеюсь, Мухаммад ГМБ, я показал тебе карты, и ты должен понимать. И карты, и документы, и книги. Все это делается научными кругами. На будущее. Если бы это все было бы своевременно, в свое время сделано нашими учеными, возможно, сегодня бы не было бы таких проблем. Понимаете? Ни больше, ни меньше. Не сказал ни одного самоназвания Галгай. Я показал самоназванием ингуши. Ты, кажется, у тебя немножко шарики не в ту сторону. Башлам. А нельзя объединиться вместе с тем же Нохчи фильм, открыть студию вместе, работать, да, делать совместные проекты и собирать общие деньги на историю Чечен History. Брат, о чем ты говоришь? Как объединиться? Куда? Вы говорите вещи, которые... Кто будет финансировать это? Кто будет это финансировать? Ты знаешь, я знаю, что тебе сейчас начнут здесь посылать, поэтому мы тебя отправим. Ушел. Ты меня от важных тем отвлекаешь со своими тупыми вопросами. И отвечать тебе это быть таким же тупицей, как и ты. Поэтому не будет никаких. О чем ты говоришь? Я это знаю по своим непосредственно, по своим материалам, по своим донейшену, как мне помогают. Я знаю, как Амаду помогают. То есть... я не думаю, что будет какая-то возможность. Там должны быть меценаты, там должны быть выделяться деньги. Мы к этому еще не готовы. У нас отправить, помочь на стрим кому-то. Я 5-6 часов провожу за 4-5 часов. Если соберу 2000 или 3000, это большое дело. Если соберу. Ты думаешь, что-нибудь можно сделать? Одну книгу нельзя купить. Апты, ваши чуан чайна библиотеки чуа. Одна книга, которую мы с тобой посмотрели, одна книга, сколько стоила, помнишь? 5. Минимально книга стоила 5000. У Лечи и Лясова книги там были вообще 6500, 7000 стоят. Есть книги, которые стоят 19 тысяч.
10 тысяч, 15 тысяч. Так что я никуда не разгонюсь, и Нохчи фильм тоже не разгонится. Я пытался собрать сейчас, чтобы проводить эфиры, я тоже у кого-то что-то беру для того, чтобы запустить эфир сделать. Минимально для меня, если не профессиональную студию собирать, мне нужен тот ноутбук, который я говорю, хороший телефон, который я говорю, петличка, фотоаппарат. И все это в самом более-менее в хорошем варианте, чтобы один раз взять и на 5 лет хватило. Это выходит 1350-400. Это только если вот то, что я говорю купить. Это самый... А вы знаете, сколько стоит будет профессиональная камера для съемок? Вы знаете, сколько это все стоит? Это большие деньги. И никто за все время, 5 лет у меня эфир, не было ни одного случая, чтобы хоть один человек дал бы, там, допустим, шестизначную сумму. Ни один раз. Или пятизначную сумму, хорошо, простите, пятизначную. Ни один раз не было. За 5 лет. А были разные времена. Поэтому я очень сильно сомневаюсь и не думаю, что это будет когда-либо. А как в Голливуде и в других местах, они ищут миллионеров, они ищут... Я тебе даже просто простой пример приведу. Чечен History. Я позвонил 3, более или менее, те, которые при возможностях, хороших возможностях, я говорю, слушай, ты не мог бы мне найти бы одного, двух хотя бы одного найти человека, который мог бы стать спонсором, мне нужно было купить для работы одну вещь. Хотя бы один для работы. У 3 я спросил, у 3 человек. Ни один из них, которые, опять же, состоятельные, хорошие люди, сказали, да, посмотрим. И пропали. Все. На фильм так фильм не делается. Нужны огромные деньги, нужны огромные возможности. Я очень сомневаюсь, что Амад и я потянем это. Вот. Карту видел на торгах, там чеченцы указаны, стоит 350 тысяч рублей, карта немецкая. Не удивлен. Карта в Питере продавалась, хорошая карта, первой половины 19 века стоила 170 тысяч рублей. Оригинальная карта стоила 170 тысяч рублей. Это просто карта. Поэтому фильм снять я лучше арештат. Что дальше? С нашими возможностями максимум. Когда я пропадаю, бягшбах, нахуй, фильм свой стрим, шматьевой, ты мацлетвой, Оля. Объясняешь, что это тонш бат свой, братишка, положение баштикяция, а че? Все. Ладно, не будем об этом. Доцик, как говорится, почан эша. Надели и задавайте вопросы, если у вас есть, чтобы можно было, а то, чтобы я в одно рыло не говорил, как говорит. Прям вопросы есть, отправляй сразу. Все вопросы, все, что есть. Конечно, иногда. У меня было 4 человека, которые помогали. Брат из Нохчи фильма задонатил. Нохчи фильм, Оша. ДРС Хил, Махмуд, ДРС Хил, Ахмад Мухаммад, ДРС Хил, Шундардук Дардуэл. Я знаю, что это вообще из Ама, да?
Стоял положение. Кайбаш воля у Швеции. Но все равно пытается поддержать. У меня раньше было, сейчас я вам скажу. Алейкум салам братьям адыгам. Омар Шаройский один, который всегда в эфир захотел донатил. У меня был вот этот мой брат Мухаммор Апти, который раньше всегда донатил. У меня был один с Канады, брат Рикхо, он донатил. Таиса с Европы, она донатила всегда, ну, когда в эфир заходила. И Бряшка, который нам помогает с Берлина, раньше по мере возможности, сейчас у него самого тяжелое положение. Человек 5, 6 или 7 было, которые раньше могли. Из них, из всех остался не один. Мой брат занимается своими делами, ему не до эфиров. Другие, другое, третье. Нет. Нету этой возможности, не поддержки, которые могли бы дальше бы потянуть. Это проблема всех. Может из-за блокировки, может быть, всякие разные проблемы могут быть. Зависимые, независимые от нас. Я надеюсь, что все изменится в лучшую сторону когда-нибудь. Башлам, кумыки по крови ближе к чеченцам или даргинцам? Я не могу сказать, что с ними связывает их с даргинцами, но к чеченцам они имеют такое же отношение, как к козе пятая нога. Чеченцы это автохтонный народ, а кумыки коими не являются. Ну, в любом случае, автохтонный народ, они завоевали свое место и живут там, где они, на своих завоеванных землях. А так, насколько я знаю, нет. Но на протяжении этих лет многие, некоторые, которые остались среди кумыков, приобрели кумыкский язык и стали кумыками. В обратном случае кумыки стали чеченцами, я такого не видел, честно сказать. Хорошие взаимоотношения, братские, соседские, но вы должны понимать, одна кровь это совсем разные вещи. Одна кровь, один народ, мы по гаплогруппе. Любые генетики сразу мне скажут, алдыц, у нас не одна ДНК. Поэтому маловероятно. Хотя можно. Башлам, если устроить твою поездку в Питере, взять разрешение копаться в архивах со съемками, ты поедешь? Конечно, поеду. Если на то будет возможности. Но впроголодь не есть, не спать, спать на стульях. Через это все я уже прошел во время студенческой своей жизни. Но я хочу, чтобы вы понимали. Питерские, московские библиотеки, они уже ископанные. В основном ископанные. Потому что это в Советском Союзе, это главные библиотеки, куда давали возможность попадать. Я не знаю, не уверен, что нам что-нибудь позволят. Там больше с архивным управлением, наверное. Если в архивах где-то дать покопаться, что-то новое. Маловероятно, что дадут доступ к этому. Если меня спросить, я бы поехал. Но я скажу больше. Если на то сложится, если у меня будут возможности, финансовые возможности, я обязательно поеду в Грузию хочу. Хочу поехать в Тушетию, в Панкиси, если получится, в Хевсуретию и к Бацпийцам. Там материалы можно было бы посмотреть. Фред Чеченский. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. А нельзя запустить свою передачу или что-то еще, но, допустим, в СМИ? Бяхмобила, а если вопрос покажется несерьезным. Фред Чеченский. Несерьезных вопросов у нас в эфире не может быть. Хороший вопрос. Сейчас мы этим с тобой и занимаемся.
Это есть альтернативная версия передач, стримы мы рассказываем, мы можем. Я честно скажу, вы думаете, я могу просто любую книгу взять, зачитывать здесь материал вот так-то и объяснять вам. Но проблема, только я беру книгу, только я начинаю зачитывать это все, просто-напросто мы, я не знаю, просто-напросто люди сразу уходят, многие не понимают, не интересно, только когда ты рассказываешь своими словами, поясняешь, объясняешь, только в этом случае многим нравится, многие остаются. Или если ты прямо ведешь в эфире с кем-то, дебаты начинаешь, кто-то в эфир заходит, вот развенчивание, хайп, везде нужен жесткий хайп, только хайп. Живут за счет этого. Но, это жизнь. А то, что ты говоришь, мы этим и занимаемся. Мы Богу с вами вместе вот сидим в эфире и проводим его. А если снять для тебя гостиницу, у меня есть связь с того, кто знает замгубернатора Питера, он чеченец. Версия, сколько денег тебе нужно, чтобы ехать в Грузию? В Грузию, чтобы поехать. В прошлом году, когда я спрашивал, мне сказали, где-то 2000 нужно. Чтобы более или менее нормально там провести время. 2000 я начался. Это было в прошлом году. Где-то так. Точно не знаю. Что касается поездки в Питер, если взять оператора, вы должны понимать. Во-первых, оператор там для начала не нужен. Алейкум ассалам. Если ты не интересуешься тем, чтобы поставить камеру, я буду сидеть, листать эти документы или искать их, и в этот момент камера будет тупо снимать. Нет. Для этого нужно найти определенные моменты, потом уже пригласить оператора. Нужно посмотреть, есть ли разрешение на съемку, дадут ли добро на это. Не всякие документы позволено, разрешено снимать, копировать. Это тоже нужно учитывать. Там версиям, там очень много моментов, над которыми нужно поработать. Одно дело взять хороший телефон с хорошей камерой. Где-то 500. Вот почему я всегда говорил, когда мне спрашивали, какой телефон нужно. Я говорю, 256 или 512 гигабайтов. Если iPhone взять, прошку, Pro Max, с большим разрешением, там и камера не нужна. Там можно очень много. Вот тот телефон, который у меня работал, когда нормально еще не разбился, пока полностью не накрылся. Я с этим телефоном ездил по Шаройскому району, снял видео где-то на 5 часов. Потом срезал, полчаса делал, 40 минут делал ролики, загружал их, чтобы ты мог поехать. Хватает для этого один iPhone хороший, если у тебя нет там GoPro, вот всех остальных. Я вот этих темах GoPro, камеры, я об этом даже и не говорю. Хороший, мощный телефон, 2 большие зарядки, которые съемные, можно было подзарядить. Поехал, снял башенные комплексы, записал. И плюс ко всему, когда на тебя вот там целая бандура смотрит, это одно дело. А когда ты аккуратно с телефоном снимаешь, сам залез, на башню залез, показал петроглиф и так далее, это намного проще. Конечно, можно было бы и снять из этих, как эти квадрокоптеры, или как они называются. Квадрокоптер, что говорится? Но их сейчас запрещено использовать. На границе их не позволят. Там пограничная застава ФСБ с одной стороны, с грузинской стороны тоже застава. Поэтому личный телефон тебе еще могут позволить, а вот всякие остальные прибамбасы не позволят. Вот. Это все, конечно, мизерные вещи, но если там на одного человека. Поэтому мы в данный момент, мне 2-3 человека говорили, хайн, билечен уали, через телефон, но это все заканчивалось, и связи вернули.
и пропадали. На все сил не хватает. Поэтому в Грузию обязательно. Паспорт у меня есть. Поехать туда поеду. Меня много, честно сказать, в Панкисе приглашали наши братья. Вот. Поеду, если получится. Тегева, Везда. Очень много материалов у моих братьев, ауховцев, у наших братьев. Дукка Карин, Цацметтик Шу. Короче, дейти шегю, дейти шоцегю. Тегева, Вешу, так. Это махельна, ха Тегева, ванцерцане, офкреацион, шея, шуна, дейти цега. Я устрою сегодняшний Сибирский крепость, имени Шахмасу, ну, короче, давай в Питере, в Грузию. Я тебя понял, Версел. Да, бойки не да, дикник, да, хаусер двое. Поедем. Сейчас в любом случае нужно, как говорится, зиму перезимовать, и дальше будет видно. От работы я никогда не отказывался, но повторяться я не люблю. Поэтому будем работать, будем смотреть, если получится, конечно. Есть вопросы еще, задавайте. Кабардинский черкес. Башлам, очень нужное и большое дело делаешь для своего народа. Понятно, что сейчас все проблема, но даст Аллах, будет и возможность. Я надеюсь на это. Да мне, в принципе, не столько возможностей, мне пару вещей нужно было для этого. А так, просто вопрос задают, чтобы не было, как будто это отмазка. Говорю, как есть. Собираем, понемножку собираем. Вот, кто треногой, кто другой, кто третье. Пытаюсь, а там что получится, будет видно. Полезное, брат наш Адык. Еще очень много материалов. Самое обидное, что очень много всего, много карт. Вот. Видео, исторических материалов, в том числе и про адыгов и ногчи, и всех остальных, их очень много материалов, короче. Заранее открывать свои карты не хочу, но очень хороший исторический материал. Я думаю, что многим понравится там. Культурные, о культуре нашей. Будем надеяться, что-нибудь да хорошее, может, произойдет. Новогодние, как говорится, в Дед Мороза мы не верим, но всегда хочется верить в что-то хорошее. Факты переселения нахчийцев, Евсурети, Тушети, Гамицари в Чагму подтверждается архивными материалами. Об этом говорят многие ученые, грузинские ученые. Интересно также данные от Тидарадзе. Он отмечает, что часть хивсурских сисваури это являются кистинцами. Проживают в селении Мараани, Акушо и Кимха. Вот такие вот вещи. Материалов очень много. Есть, Ибраим, что-нибудь еще? Про
Валейкум ассалам. Один недалеко Уман Нарнеец пишет, под постом мне пишет, не мне, он пишет остальным: братья, не ведитесь на все это, он говорит. Этот человек пишет все эти вещи для того, чтобы собрать себе аудиторию. У меня вот возникает вопрос, а что, чтобы собрать аудиторию, нужно обязательно рассказывать историю? Нет. Насколько я знаю, можно сделать очень много всяких вещей, которых намного быстрее могут собрать аудиторию, а не изучать и рассказывать историю своего народа. Так что поэтому я очень надеюсь, что глупых людей с глупыми вопросами вы сами будете остерегаться, уважаемые мои братья. Есть что-нибудь, Ибраим? Есть вопросы, не вопросы? Ну, давайте тогда, пока ничего нету, я зачту одну Так, Кивцова, позвание князь Пугливу, князь, князья Жима, Квалка Цепа. Так, сейчас. Сейчас мы. Сейчас. Так. Молодец, Сухо. Так, 108. 108. Что же на 108 я нашел интересно? Хайдара, я тебя лечебный. Да. Давайте прочитаем о сетевые шнуры. Спроси у него. 50 тысяч хватит ему поехать в Грузию. Сетевые шнуры. Оша, Валасова. Кто в Грузии был, наверное, тут прекрасно знает. Поехать вполне возможно хватит. Но почему нужно говорить в пределах? Потому что там не рубли ходят, а доллары ходят. 50 это сколько? 430 или 450 рублей, кажется. Шахид помог нашему каналу, задонатил Шахид ДРС Хилда Духуахуа. Подожди, я бременем на одного человека никого не загружаю. По мере возможности соберу сколько смогу и поеду, если соберу. Поэтому я никому ничего не говорю, как говорится. О Валерике. Селение Валерик. Много об этом говорили, но давайте посмотрим историю чеченских селений. Как же здесь описано. Мужчина Воккал из горного общества Эккей спустился с гор на равнину и поселился жить вблизи уже проживающих там. Воккал раскорчевал лес и сделал себе ирзу, поляну для жилья и ведения хозяйства. Жил он на этом ирзу некоторое время, но его затем вытеснили. Воккал был одинок и не стал сопротивляться. Если вырастет у меня сыновья, то я отомщу галгайцам. Решил он и поддался обратно в горы. Но у Воккала вырос только один сын, и далее в 5 поколениях сыновья у него не множились. От 5-го потомка его, Гамбулата, выросли 2 сына, Хаджи и Дурда. Затем у Хаджи выросло 5 сыновей, а у Дурды 9. Отцы и их сыновья, все 16, потребовали вернуть ирзу. Но галгайцы
отнеслись к их требованию столь пренебрежно, что в ответ начали танцевать. Тогда они своим боем пошли на галгайцев и изгнали их. При этом погибло два сына Хаджи, Элаха и Эли. Хаджи и его оставшиеся сыновья боялись, не стали жить на отвоеванной земле, а поселились в местечке Механбарз, которое находится на границе селения Шалжи. Неоднократно двое братьев с сыновьями воевали с друг другом. Братья помогали другим акинцы, чтобы добыть себе скот. Говорят, короче, я не хочу это даже зачитывать. Сейчас получится, что я зачитываю. Убивали, уничтожали. Короче, что не прочитаешь у нас. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Спорт 95. Это мне подарил брат Адык из Кабарды футболку. Там сзади мое имя и горы. Башлам. Это Адык подарил мне. Докумдации просто-напросто. Вот, смотрите, исторически, вот просто как можно собрать этот материал. Ва алейкум ассалам элинос. Место, где ныне аул, было свободным, удобным местом для работы. Идя туда на работу, из окрестностей аулов жителей разных фамилий, извещая друг о друге времени сбора, всегда кричали «Белхи Говай, идем на работу». Белготойская фамилия ведет свой род от Эрсик, который имел сына Сусика, Сосак. И далее Сослан, Сулим, Хаур, первый выходец из Ичкерии из аула Нашха, Хаур, Хасай, основатель аула Белгатой, Арсан первый, Бугалой первый, Арсан второй, Бугалой второй, Сатлак, Сети, Бугалов третий, Арсан третий, Асанчи, Хасан, Арсанбек, Белкай, Бешил, умерший в 140 лет, Чабай, Иха, Автурхан, который жил в настоящее время, 1869 год, имеет 3 жен, прижив с ними 17 детей. Возле Белготоя есть 2 кургана. Стелла Эрда и курган этим, как говорят, народ когда-то поклонялся. Все. Вся передача, которая все, что было написано. Поэтому люди читают вот это, слушают вот эти. Кстати, это мифы и предания. То есть это не как бы, чтобы вы знали. У меня вопрос. Задавай вопрос, если у тебя вопрос. Я слушаю. Если у вас вопросы, я же прошу вас всегда и говорю, давайте. Давайте. У нас еще 8 минут, по крайней мере. То дальше, я думаю, что... Завтра всем, кто сегодня были мы когда-то христианами. Да, были. Не все, частично. Христианство проникло на нашу территорию, если ты об этом говоришь. Массально. Конечно, были. Еще как были. И язычниками были.
Так. Как же много здесь написано. Башлам, что-нибудь известно, что в наших горах в древности были каннибализм? Об этом нет, ничего подобного я не слышал. О каннибализме не было ничего. Этого не было. Время в Джахилии было, но каннибализма не было. Честно сказать, на Кавказе вообще не видел. Есть Бавархуа, Тайп есть. В Баварии живут, в Германии. Да. Земля, баварская земля, вот там, в Баварии, живет Тайп Бавархуай. Ездят на БМВ они. Если едет на БМВ, знает, что он Бавархуай, из Тайпа Бавархуай. Я надеюсь, табличку сарказм поднимать не нужно. Так. Да, на Мерседесе Мерсед Хуай. А такие как я, Гаш Лилар Хуай. Тайп такой есть, Гаш Лилар Хуай. Или есть тайп Попут Хуай, который попутно ездят. Такс Хуай есть, который на такси ездят. Ладно, не в этом. Указанный вопрос среди навчистов, в частности, среди чеченцев и ингушей в свое время рассмотрел М. Мамакаев, и Р. Харадзе и другие. Поэтому в процессе исследования мы попутно остановимся на материалах, представляемых в работах, указанных автором. В последнее время вышла на свет статьи М. Хасиева, которая посвящена чеченскому тейпу. Он пишет: возможно, что термин тейп в прошлом употреблялся наряду с кам и халк для обозначения понятия народ-этнос. В последнем значении этот термин употребляется в живой речи наших современников. Соответственно, чеченским данным тейп тухум обозначает род, халк, народ и кам нацию. Тейп выражает родство, идущее от отцовской линии. Это всем, кому интересно. Башлам, что знаешь Айт Каллой? Айт Каллой чистокровные ногчи. Пишка Русхвай. Волки ушли мы. Проголодались волки. Тейп выражает родство, идущее по отцовской линии. И надо отметить, в одном тейпе браки запрещались и запрещаются поныне, в каком бы поколении они не были. В нашей и другой работе тейп переводится словом «род», как было принято в научной литературе. Однако думаем, что это совсем неверно, не совсем верно. По нашему мнению, род – это грузинское модгма, чамомав лоба, и навчийское некий, но не тейп. По словам Мамакаева, тейп, слово арабское. Оно попало в чеченский язык с появлением мусульманской религии. До проникновения, кстати, об этом, когда появились тейпы, как раз таки говорилось, что в X веке, 9-10 веке. А тут говорит, с появлением ислама появились тейпы. То есть это совпадает. О том, что в 9-10 веке пришел ислам к нам, и появились тейпы чеченские с X века. То есть информация о том, что были чеченские тейпы, вообще появились, считается с X века. Здесь говорит, что это слово и вообще понятие тейп появилось с проникновением ислама и мусульманства на Кавказ. То есть Мамакаев утверждает это. В Вирнах есть у соседей, Абадиев не даст соврать. Нет. Вар это тухум. Не путай. Тейп и тухум это разное. Так, дальше смотрим. С проникновением, до проникновения этого арабизма в чеченском языке бытовало другое слово. Кстати, здесь он употребляет. Бытовало другое слово. Вер, соответствующее слову тейп. Мамакаев утверждает, что вер это соответствует тейпу.
Ему аналогичен ингушский термин гар, кистинский гуар. Не совсем прав, здесь дальше продолжим, не совсем прав М. Мамакаев, когда он тайп переводит на русский язык как род. Тайп дословно означает фамилию, а некий род, дом, а не фамилию. Автор отмечает, что термин тухум, который существует в нахчивских языках, заимствован из тюркских языков и дословно означает семья, яйцо. Вместе с тем, автор употребляет его в том же значении, что и кам. Тухум в представлении кистов, союз, откуда берут начало тейповые родственные узы по линии отца. Тухум в Дагестане означает узы родства, где объединяются родственники с отцовской стороны. По мнению Харадзе, чечено-ингушский гар и является тем термином, который некогда обозначал род и дальнейшее закрепился за родством организации и, наконец, был заменен иноязычным тайпом. В том же значении. Наличие двух терминов для обозначения родственной организации в процессе развития данного коллектива привело к раздельному употреблению тайпа. Гар первого значения более широкого круга родственников, а второго значения его разветвления. В имеющем у нас данным гар не должно означать род. Оно означает сторону, направление. Кистинцы часто употребляют какого ты семени произошел. Худик дол нах. Люди хорошего семени. Ху обозначает семена. Отсюда происходит слово хусам, семья. Харадзе, касаясь термина тухум, указывает, что оно широкого распространения на Кавказе, является иранского происхождения и выражает значение рода, племени, родственника, фратрии, значение фамилии. Именно этому термин тухум в нахских языках для нас остается не вполне ясным, пишет автор. Вот так и есть. Как говорится, Башлам, прочти мой СМС выше. Центаровский говорит, прочти. Так, посмотрим, что там ты говоришь. Башлам, я слышал, что центаровцы произошли от другого нашего тайпа. Ты что-нибудь слышал об этом? Это неправда. Центаровцы, цуантруа не произошли ни от кого. Имеется в виду цуантруа как тайп. Нету того, что они произошли из другого тайпа. Такого не может быть и нету такого. Это недостоверно и неправда. Это можно сказать. Так как на чеченском тайп. Тайп и есть на чеченском тайп. А вот имеется в виду непосредственно тухум, говорили, что это вер. Башлам, лезгинка от лезгин пошла. Почему они ее себе приписывают? Черкесов от черкеска от черкесов произошла, лезгинка от лезгинов произошло. Можно долго говорить об этом. Однако, насколько это достоверно, это не виски, если что. Это компот. И это правая рука. Такая вот. Что здесь еще? Ока. Нахский язык, наха и так далее. Поймешь, у нас гар, должен так. В условиях существования кистов, как и у чеченцев, ингушей обычай кровной мести было важно, чтобы в тайпе или в гуаре было как можно больше мужчин, защитников интересов рода. С другой стороны, в условиях, когда общество лилось на гуары или тейпы, безродный человек чувствовал бы беззащитным от посягательства на его право, имущество, даже жизнь. Такой одинокий член общества был вынужден искать покровительство у сильного гара. У кистов, как и у чеченцев,
допускалось принятие в члены. Здесь написано, у кистов, как и у чеченцев, ингушей, допускалось принятие членов Гуара или Тейпа лиц иного происхождения. Принятие в члены Тейпа и народца происходило в торжественной обстановке. Вступающий в состав Гуара проводил белого быка для угощения членов Тейпы. Заметьте, здесь говорит обо всех. И чеченцев, и ингушей. И всех вместе, который его принимал. После пиршества человек вместе со своей семьей считался усыновленным, и на него распространялось покровительство Гуара. Гуара в случае нужды помогал новому сочлену. Фамилия Маргашвили одна из наиболее старинных, многочисленных среди жителей Панкиси, как было в старинных, так и так далее. Дальше не буду. Маргашвили и всех остальных, это не будем зачитывать. Дальше. Так, смотрим. Папаха от Папах. Кабардинский черкес. Башлам. В Грузии, в Анакле, каждый год в сентябре проходит поэтический фестиваль. Там делегация со всего мира, со всего Кавказа. Надо в будущем году постараться приурочить этот фестиваль шейху Мансуру. Было бы, конечно, великолепно. Кабардинский черкес. Это великолепная идея. Если это произойдет, это было бы, конечно, просто супер. Вот. И если что нужно для этого от меня, я всегда готов в любое время, дня и ночи, готов посодействовать, готов помочь для содействия. Да, там просто дальше идет про разные фамилии наши, имеется Эрлой Хабеш. Я поэтому не хотел сейчас, чтобы не сказали, что я мне кто-то оплатил, или что и так далее и тому подобное. Чтобы этого не было. Сундер. Бошдар вай иза амма щекуя тут яха. Вот. Что еще? Нет, я заметил, да, в последнее время в Инстаграм у нас очень хорошо непосредственно, как говорится, количество подписчиков в прямом эфире добавляется, чтобы не сглазить. Альхамдулилlah. В прошлую субботу мы с вами встречались. И после эфира, это 3,5 часа, кажется, был эфир, у нас в эфире было до 470 человек. За эфир зашли 470 человек. Послушать, с учетом пару норнийцев, которых я отправил, 470 человек. Это несмотря с просмотры, которые есть. В Ютубе то же самое. Уважаемые друзья, мне, честно сказать, я поэтому сейчас более скорочно, чтобы вас не задерживать. Вы знаете, мне, честно сказать, не столько нужно хайп, майпи, ничего подобного. Тем норнийцам, которые будут писать в дальнейшем комментарии. Я вам и обещал, и обещаю, что все, сколько бы ни было, все больше и больше новых материалов я вам буду публиковать. Новые карты будем публиковать. Хорошие видеоматериалы. Многие материалы, которые мне присылают подписчики, я удаляю. В данной ситуации это материалы касаются Малгобекского и Сунжинского района, которые есть. Очень много материалов, очень много видео присылали по этому вопросу. Где видеоматериалы, начиная с советского периода и до советского периода, и истории, я их не загружаю. Дабы вы должны понимать, уважаемые друзья, не потому, что я там не уважаю, нет, конечно же, нет, ни в коем случае. Чтобы не было вот этого понимания, как будто бы мы что-то делаем специально для того, чтобы разжечь. Точно так же по Ауховскому району. Многие начинают, когда мы обсуждаем ауховскую тему, начинают: ой, аухамовцев, такие вопросы не надо задавать. Это неправильная постановка вопросов. У нас нет цели забрать Ауховский район.
У нас только одна цель, это справедливая цель. Закон о реабилитации принят. Мы говорим и хотим, чтобы все ауховцы могли вернуть свои родовые земли, свои дома своих предков, чтобы они могли вернуться, чтобы они могли наконец-то в администрацию у себя устроиться и нормальные места занимать в своих селах, чтобы они могли устроиться там же, в Дагестане, устроиться в участковом и остальное, и так далее, и тому подобное. Не так, чтобы жить через 1,5 или 2 дома от своего дома, где твой дед родился, прадед родился, а сегодня там проживает неизвестно кто, какой-то хачапури, который незаконно захватил землю, хотя ему государство выделило и жилье, и все остальное. Мы не об этом говорим. И нет у нас никакого даже понимания о том, чтобы там разжечь. Нет. И мы говорим о законах, которые приняты, которые нужно соблюдать. А мы переживаем за наших братьев-ауховцев, потому что это часть нашего народа, и они живут у себя дома 500 лет или 1000 лет. Как вы себе представляете, вот сегодня грузины, да, сегодня грузины, они, это христианское государство, по сути своей. Вот, христианское, католическое, и суть не в этом, вы понимаете, но не мусульманское, да, в отличие от Дагестана. И как вы представляете, вот если бы сегодня грузины бы начали бы говорить приблизительно, вот 9 сел в Кистинцам говорят, давайте, короче, уходите с этих домов, они там 500 лет тому назад, когда там от чумы, от нападения Сюля и так далее, эти земли были переданы, нас не спросил наш князь, вас поселил, и давайте обратно балалайку сейчас играть, короче, и так далее и тому подобное. Нет. Грузины, несмотря на то, что они христиане, несмотря на то, что, в принципе, они независимое государство, другой религии, другой нации, они признали и признают в Кистинцах гражданам своего государства. Они, кистинцы, живут на своих собственных землях, в своих собственных селениях, делают все, что могут, налаживают мосты между грузинами. И это 2 разные культуры по сути своей, и 2 разные религиозные как бы нации, да? И они ведут себя более достойно, чем некоторые, называя себя мусульманами, занимают дома, находят. Нас же тоже Сталин насильно переселил и так далее. Но Сталина нету, и Берии нету, и всех остальных нету, хоть и некоторые бюсты целуют, ему портреты рисуют, да? Мы могли спокойно освободить и сегодня, когда даны новые микрорайоны сделаны и так далее и тому подобное, могли переселиться и просто отдать. Вопрос был бы исчерпан, и никаких бы проблем между дагестанцами и чеченцами не было бы. Никаких проблем бы не было, и никто бы вам не напоминал. А вот эта байда, что якобы вот они, чеченцы, хотят забрать аух, а потом они возьмут, отсоединятся и присоединятся к Чечне, это ерундачи. Ну, где вы увидели, чтобы, допустим, Южный Дагестан или Дербент, или там кто рядом с Азербайджаном говорил, мы отсоединимся от Дагестана, Южного Дагестана и перейдем в Азербайджан. Есть такой случай? Хотя и там живут лезгины. Одна нация, один народ. Нету такого. Да и никогда не было. Поэтому никакого ущемления, никакого как бы оскорбления никого из соседних регионов нету. Просто есть переживания, есть сострадание. Да и плюс, смотрите, когда-то заключили там недобросовестными представителями каких-то селений, вы за договор заключили, чтобы пасти мелкорогатый скот, крупнорогатый скот, да? Это не говорит о том, что эти земли ваши. Прошло это время, все, у чеченцев есть теперь свой бизнес, все остальное свое есть. И они хотят на своих землях пасти свою скотину. Даже если нет, мы не хотим просто сдавать в аренду, чтобы там кто-то из соседей. Вот с этого началось все. Из-за этого вся проблема. 10, 20, 50 лет кто-то когда-то в свое время небольшой кусочек дал, позволил, грубо говоря, пасти скотину, допустим, в Очкой-Мартановском районе, да? И назвали его там, где там проживали небольшое количество, пасли там
небольшой промежуток, где пасли мелкорогатый скот или крупнорогатый скот галгайцы, назвали Гагалай Ари. Все, из-за этого, то, что вот это название дали, когда-то там пасли скоты проживали 2-3 человека, все, сегодня, считая это за основу, они говорят, это наша земля, это было наше когда-то. То есть это получается то же самое было бы, если сегодня нагайцы увидят где-то курган, допустим, в Плиево или, я не знаю, ну может быть во Владикавказе, и нагайцы скажут, слушайте, там похоронен наш нагайский хан, но Владикавказ наш. Каково это было бы? Ну, на самом деле, похоронен хан, да, нагаец он, да, все, значит, наша земля. Они вправо тоже. Вот такие вот проблемы и есть, и были, и будут. До тех пор, пока они не будут решены. Между собой, не между собой. Ничего, я... Прямо во время эфира. Так, сейчас Бяхма Белошица. Ничего, я... Сейчас. Надо переслать. Так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Асахаб хақды башқы дех дахты дешар дадияр зо хажру сахам аллар суни ва гиржи мақаш болмақ чи троес ду трои панах буқтига шей юқмет кума ой шей حال زعما دين طبيخش دلاحين استيعان خان شو حوي مقطع يتردوس اس هنا قيت حسب شانا اوديو فيديو يا ايتري تقوال انت شتو بيو سوبن جوجل هو يتو بليلو اشويغ ولولر شنا واسلو تاع من غريل وتات يا اوديو شحونا خز خريو اتو يسير تعبيخش بالمخشي مخ خباخ بيز لاك بيز بوخش إذا إتوب هنت شاش إشتع هلال يلين إردوختون سان يقوى تاجم إشكيه جنير السخان شوع سو شيخ ويقوم واتج سار ويشتع دوت وقتو بيوتير تعشي دلاحين شاش سان زابيس ينديل شاش قوشو دول ديلا هنت إتوب نشمالا غوشي سورت سجايش غوشي في ويشو هرسون ويشو سنو هوخن جوابلو ألبانا يقوت ويش هنسقيت اتشاغينا هنسقيت اتمينا تاري دوخت وقتوب إبواق وش قي جيجر باقينا قي اتشاغبنا قي اتسجرجش يقاح إناخ إي حشلو تسوق درجواش بوخزني يخسن ويجرج محكر نوخت شنقاحسن زعني عبولشات بوز بيشات تان شي تير موحت خاريتير تير يوز إلبش خاريتير أتخر در اتستوبان يقبغا تاري وچن حاج هستي حلير وين كري أنيول اتيوغر تحت غوشي يازينيول شير سيرتش يقاحا هنت دوتوغ تيقل ش تحت تأيوشهم يوكش باي تيغر نوخشي تحت تأيوشهم دوزن ديحسي يوكش باي بوخش خزنيخسن قيت اتشاغ بين بال بيش بو اشتار غوشي يوق علاج قواشتات شاش يهوت رانا نوخشي تيغر بيخبر حم جرجي عادل دحليل واشدوي اشتلي ليشي بيان عادل تام دحر دير داست أقي بيان خلق يا تاجع تبيزم خربات وإبواخ ملا تشيخ ببيسيخ ببيز بوخش بسلام اتومنت يح إبواخ قيت اتشار بنا يوي ماستري آل شمحون دحول دعخ وقتين تاع ماستر تاع خشي شاربل يوح تاع تدخل ويشور بس بشيات يهم شي إبواخ ليل واش بوتان تدوي يغيتي زروي
ويبو كلهم قالش وي تعقى مدريتي قاعد يقدر وي دوز يقع وين دلا شولونيك وي لرقي وي لحتن يا وي بيجن داتح دلا داج لا وين وي تانوخ شي كيتس دوق تان غور خلق بيشايا حاج شو عايش اخت حاجكي بيشيل شو لق يقول دعيا قارع غور يول شو تو حاج سيو اسر بيان له تو حاج ياتش دعيو غاح سون سي زرق دعيا قا اللي بارتو تو نادنا ويتيغا باج وجاي باج باتاح ولا وين دي زرق سيغا قوخ دالاح وندل غاش يولاح No, i hinstaan stina hintsi kvartendo hadu tsane hintsi way mek kugel khwasha tsadam tsagella adul shast agochun har mocht qaboyd agochun shiba gektar yala shi ezer gektar yala iza masla Allah tqadoy od agochun ha iruq tqachun adit har ash hiyama da har ash tser kugel khwash دي خرد دي تندويهم إيش مسألة دقي مسألة أشتان خينا هما داتر وين بوصل در عاد بتيش هما ما دات وين تدور شو ما دات إيش تعديتهم إيش ويزر عما جيم واحد بيسيج إيش طبعا تلاقي إيت процент أو دا سهم نخا ويزر عند إربع بعد يقير تلاقي إيت مثلا процент دوز شين حق شين دبا ويشارة دعيوت سكتة مثلا ديك بوب ديك ديك دلا دعيوت سعر هذا تعرفين شو ما حابه خيلا خدلا ديك تو حياة قداح ويا يجود عيا حنت يا لا إيش حنت سيسان إيش حيوان شمتع مثلا قوش متع على سر أقول عحون دياني الحون هم خلعة إيش تجرى جمجمة عادك ولا تتم كل الشاش غيره وايد على شون ديره وايد تاعنا هينسا مصلا إيه هما ديتا هون ده شوي وش عشدات استغناش دينا وايد شاني لهم كوجلا عش بولش مسكو شعر بولش تاعنا ده تاع شو برتقل بيسع قصد ديز أش أول شقية ديش وعليهم أول ده كاس شو شنبوسل شو شنيوق كاس شو قميل ده عشان عادي از لسانة سلا إيش دعي الشيخين عبيجن أستاذ دعي لوش إيش داج مصل إدوتش وكا سار اتحلق لحتوي قلت شون كيسن كبيك تيواس أستاذ داج دايتاح عن أشخنا حسقين ومعنى أستاذ بهم هر خردهم وش خردهم بوشة إيه تقولك شلوك وي دعال شو نطيش بولشاك دعالت أحتى إيه دولش جيدل هينسا يات إشوخليات أوتيجا أستري دازور أوتيجا بيجنش دازور بولشا هديك دو تانم عيدل وي أودو شتشودوش دو مثلا أتحق إحباس تارا إهم دعاليس شدو تارا دوش داتس إله أما تعزل إسبا دوز قواتل شرحة بعبعنا حون مخاقرة إيه كيخ ديا زينا بيكا وبو سامو بوكا وقمو حق يوزن عندها رمضل واسم ستريتي قودي على هذا الوقت واسم ستريتي يو حدا قيش ما يقول شابل ايش خلبل خين خواردم ايه داسوا ايه من عم ويخل خلمو شابك اتانا ويبيق بيشبول اتسكيخت يا انسان قولو دا دالوش خينا اتسكيخت يا كارتيت يا شيء تعو حاخوشنا شيء كاتو شويشن عاتشا شيغر تاع مودهم إسان سن دايخ دي سلاح مداتسي إسان نيس اتكارتي تاع حقنا كيغ شيخ يازين كارتي كيغ يازينا دو كيغ دعيتنا دوز كيغ ثاني تدل نقول اوشن دالوسن المتك ما Николай I Санкт-Петербург, Москва, Някбыльшен и Пяглятил, линейки, Гонда, Пягбяч, Ишт Бабизмяч, Някбин, Башарах, Минутан, поезд, Ебяш, Шишкирцар, Исан Ишшейта, Молча, Язин, Киех Дуизам, и Мадер Эльч, Юрий Штябельч, Юрий Арзу, Тяшварт Балба, Хумадер, Башлам, Хисам Эдерс, Яхин, Хакаси Олш, Та Республики Россия. Инц Хакаси, но Ходьен, Ашках, Та Айвай, غوغا هما يوش كوز باسيرة إزير سو
تقوش جيكتار لات حنيو لات يغدي أرزوشتو مت تنزامن شو أحد نحت نيس خيل داتسه إمو خيطون تا ميتينج يات هما يات تا לא, ציגה, הוא דוהן, או שהציר תומתי, הסמו אל דוהן, צימתי, דול חלה לטן, סעני, צ'ו לט, אסם דו ציגה, אדם כזג דו ציגה. نو دلا איתה מיטינג, איגול למברי, איגול מסבר, סער מסער, איך דוקדו, הם דקו, הראימינה קפקזוי, או קפקז מחכה, אישת וחחושנה, אישת פיד אסבא מובן. شيقة يشتغل بجن داجنا والله رجيوت شعمتها هنت استياد عيو الشقة احكي اشتاني دودة لباخ غلغة اشتغل خدع تي الشيء هقار وينا باخ خدع عيش وول ولا حا دكتن بيتن دو تيجا حقوش ما دي تيجا وجي يخلوا يوك متك شو تيجا ايش عشيقة بجن داج دوت هم داتنا عدوي تاون مثلا روسلان سي جوخر سي شيخينا حائز دوزن ثاني تعم داس يوك تيريات تعم داس هما ديردات غوشي يوك النوق اللو تسيئل دينا قاستنا خندر طال عجان بيردر تقون سي عايا نس دوزن ثاني دعيات تنسيقا فرش رو ايديتي تعديلي اتانا خيلدو ورشيني تان باس دوقن سنعيتا دوقن يوش خيلدو رشيني خيان نور غالي ألا سيرنا ووتكا غالي ألا سيو تعديلي هينز غال خليو سيرنا ووتكا غال خليو نور غال خليو أغال خلا تيجي دوقن ناخد عبال بيز سيرنا ووتكا غالي ألا وجاي قيقا بنا هينز دوت مرتانة أجمل مرتانة غاليو يا شو سيرنا ووتكا غالي أشو نورا غالي أشو غال نيورت أغال خليو شو بيهيت دي أسبوع كدو حال خلدو بطنش احتاج شاش قوت شق بولا حالي يدير داتر ويتشان مصلا هينز ديردو هينز غال خير غال ما خلر عين ما خاي غال يق مال خلو دعيش ورلوش دعيش ويد قيت يا اسبوع شلو ويد اوربانيزاتيون غال نقاسن وين على شغال نقاسن 9 كيلومتر لا تنقون داقي وين ما خا بريغرت قيقي كيلومتر قوالو شو تنده سؤال وشويس تاكوي إيش جيم يعدي شيء داتوشي إيش داتري وش داتري بوصل روكو دات نسوي صنعوا وي طلع حق أسبوع كده هورني شيش يتصح عشوي شيش بيشلريز هو واقعي سون إبا سون تشوتارياز وشيك بكر عنجح حطيت ورشو نقطي دوي ألفية تلو دعوانا وش دعلوه ويتان ديك مو هرش بدو هرما واحد داوان إقامي أستاش بيشبوي بسلام إقامي أستاش بيشبوي ويلات خدوي ويلشمتر قوسبو بوشو وين يقير إقامي أستاش بالنخبوي شي ديس نان من والوشوي تنت بوغم دوز بحني شيء غوشي وقتر بير وقر خل شمشون إيه إقامي على شلهمش يبص بشون دوق دق يوزايز هون جاجين هون إقامي أستاش بيشبوي إيش قاستن يشتغلون بوغم دوز يعني عديون أوش رحت متكون وين متكون والله بو بخدو بخ أسيوات أقبح وين يقع وين تانس نوتششن تبي زري جام وي هردوي وزدوي أصوني دقدقنا مداتي تانس وخلا مداتي أمشيك ويستغنى نيرتينا حين شو عزت شو لسه إذن نشكا خاطر شو تيجا تعمو يقوى لا أو وين يقع هو يرزا برت خلبيز وي وزر والله حق وزر ودعدك بوش حدا وات حيوش وي هم بدك ديس لاي يونس بوغ خارت ما داتر على شو عشان سو ها ما تسو دوتك خارت دوتر بك اس بوغ كدو اما تاك يولو ها شو حوش با هر هو الخير هين جمله مو جمله هون دينا جشدو شو شار وشار قسم مو بينا جيرون جير حريزو قسم نيس بوش قسم نيس بو باسو إيه قوش نيس بلا هند أشة حلو تساعد يشها بات هنس واقعنا عشو يستاهل قندل ويردات واقعنا قم يشتاسو بي أشباحتو بي سويتي عليه تشيرق تسقيدك دي شيخنت أيوري أو شجر حياة قريبة إذا بيتنيك أمي على أشوات يتودوج دوشون إن was pitten the assumption box was so pit new
عيدل تبغى بيش وهقر مود وهاي هقر بطنك دعوش عجيم وصف شو عويسكول شوي بيواتي دوزنا ولا حق رسي بتشاق عش ولا عيدل نبغى والله بالله تالله تعال عيدل بيلا وشو سوي سي داخل حاول هردي ساحة إبيرا المداتو they don't want more of that no مثلا تعبط دو خوخسي بقنا دول داش سو هو آدي زخا أحمد حوي بكر عادة اثنين أحمد على نو أبوش عادة ترى ساعات دقيقة أحمد ديريس كده دقوا أول بكر حواتها أبوش بكر ودورة ديشتم قدوة دايتش يقطر دايتش يقطش دايتش إيش برضو ترى نشتينا حق ويعود الخلطة ديز نشوف قصة يوغ سيوغي سيوغي سيوغا دقة كيرش دق أو موقت إتوالي إتوالي شون تيحق أسين تيح أسعي بوت سيزون سون يشل أبراتوري سون يشل سون إخيل مغيلنا سيشارك تيح دم ديزر حق خادوش سيقي برنامج شو حق ويشنا خندق شون بيقدر نيت به ستو شادك حقول لنيو يوشك يات سون يبغى يوشك كيف صدق تيجي نوخش يو هرت خلعت خردور ملوهر سولش ماتوار داغستان توريز دات حدا اتخلعت بوش يازم كيف صدق نوخش ني اوخي عبوش نوخش اون قايد باونس اي من هوك واي غالب دقيقه كيف صدق سبستنا ولين مسكو شهر قاتشلت هر دات سرش هر سير خلوه دات سر بوش مصلا باسم وقعدوا كيف ده полигон буйнакс кап ошборишон эти вот депутат семьи то юхца трахяр вело мятсунез لا اذا توين عند شيء زر ولا صدري توتيك دول تقدر نتيجي دحر بحن هدر عام بحن اوفر تغير حديث دول دري اذا اسعد دوتهم بكر خلينا يلا سوم كاوز جولسن مور شيء زر ولا شردو ماشو يلا دو يورو شدو وين تشيلن بوتبو اسيس دوتهم سيدو يورت اسيس ايردوهد وين شيل تشيلن بوتبو تناوست واو سيجا اشتا خزمت تكشر اما ايمتش ديالني يزر اتمتك شنا شو دي حاسي حاويش نحبو اولتو شو شيرمتك شو اولتو او ويدا نقاش تليفون داتو ويتيجا بول عيد لقاء اولتو هنا تيجي واحد عداوة ده حرتيجا حا تهوالبو انزل دو شو دلحا 100 متر دلع ودو تيجا واحد اللي مش يعني غوريوش يكتسجي عن يقاش بقى دوئي مكان خيتي او آلا اولي شولش دينا تسوشي يوك ماشي تراكتر يا وتي الو دعاقي شيء ازيك يهتن تو تيجي خايدو تسوانا تيجيدو بريت قياش دوشت خو اینها واسطی عویچول تو اینا دیپوتات واسطی از عنا کیگو خود عنا تا دیپارتمنت یوقع ورقة كولتور ولا سنة دقر ولا سنة مش أول توش يدخلت أدمينستراتيا ولا ما سن خو يوتي أبشكتر أورجانيزاتير خو حال دول تبلت كوشو شو وازك ده خو تقطع تماشاني ويرود نش ماشين شيل يوش دوتش كوبش غورده عشان حلقة شتخوتو خواي قد دحرت سيجارة شيء إذا برا الشراحة داخل صورة شيء ينيو توبات تقول جا حلبين مو بين بوي بعينش تقدر غاتيوش خلر
ودوخهم شو قلت سورج كاتش دويا أو غات خيط كي هم شات ما تعملنيش كش أو تونت أو كتوش هم شات إيش أخا أبشر أجل قي كيكر خا قولهم خلريته قولوا يو على واحد تيجي دوال خدوال خي ورا داس كراتشي إشادك حاجة بعد وقت هو خل بديس إمتك ديانية يز تياحة دوش هندو موضة ديزي أيضا تدع ديش دري توين عم كده ما در توين هيدوقر شيء زرولو شا يو مخدين أي سنوانشنت أي دو أخي أو هوش كاتش أنا كيجر خوش أنا أو قشت إشتا حاضر ويت تلتان أده سورة نفسه الرزق برات دي أولي تو بعد حيتي طبعا يدو قيل ما من شو بشيء يجاتي إتنا وسط دينا أولي ديتي مدتي قاخلك أت هذول كان شق دالة خلص خدو يو إتنا وسط آلة أولي كيرش كياش توتي موسكوا دعوتي يش سيئتي إيمتك بريرودنا يونسكو يقياني يبعين شهر أولي إشادك دوتي заповедник юал заповедник юал нисба إيش полностью يوني حياتك شيء زر ورا شو دري توينا يدو حدول شيء يا مش يعني ويش يا تصوت يا ديتين توينا مخدك ديتين تيجي تتنا اتخويورتي ماك أزوج تيجي نخ حلبة تتينوش دولار ده هنتي دوشتو تيجا إسا طايخته وقت اتينوش دينش هنا حلوة إلى ناخك قميل ديش هنا حمص سارة واشتينو دحال تخوت خيلاتن حلوردر سويت عيد ودوش داتر تخون خيلاتن حلدالا او تيجا بيجنش دازوردو او تيجا قليل وردو خدك ألا قميلش دير يورت دينت ايوان شرخي الول يورت دا حقلك تيجا عشو تعبي واتري تونينا تيجا هنزدين ولا تساسن تون دا جايتن هلا وقامون ديك دو برنامج يقولوا يتغير تصدق حلو أول حلو يشتغلات حق الأخ ديزر بيجنش يسوق الأستش ديزر اتمتع شاش آل شاش حال دور بقى بيشدين حال طبعا اسمها اتسادوك داتا اي برنامج يدي شايل يجبرلوسكي قوش متوقع واش دارونش لا شاش حلبوني حالي توين تيجي خويتا يدق دات يوزن عند يا حوا تعال توين يوزن عند يا تعال يسميني يا جنيه تعال ده وترتجع تحكي ما يرجع عند يا دعوالوش وترتجع عوالوش وترتجع تراكتر تيجي قطعة أدم ده ترتجع حلوة تينوش بوكش كده شاش قاعد حلقة وردو برنامج هردي دوز اسبوع صباح ساعة شو ذا حاجة председателя правительства وتتن أخش ما ده نشون شتا ودماش كده ما ده حلقة بوي تلا إيه أخشكول ياتي دعلي الخدوي لا تعت بريتشين شوش تا إتسع دوغلتا سونخ شبرونسكي رأي ديان سير إيش ويدينسكي عادة نقين ويدينسكي يقول سجى شبرونسكي رأي يأت يو أوسنا но не Галанчевский, не Чеберлоевский даюра. де факто. دل عشان حلبة طلع أعتقد عيوتشل شحر قيدين إشتها إت صوتي بريت صوتي قوت يلا رازي لا بورخي لا متك ما قرصن تعتاه ما يريرس داخني قوبر دل إذا حبيس خلي بخر ناخ بحت بخر ناخ بالكيرت الفيرسون بي يكوار تعامله أشوف تعامله سيجح وي دوزند يا ني دوزند يا وي لاتند يا سيلز دين بوزلستر شو عاش عند يا بيجيش دازوش اشتري دازوش هردهم دعم دول دلع تاسبول يحيول كون خوش داجديش دو خديش وش دعت داعش حبوش عاش حبوش برش خوزي بر خاص لا تنسيات إبرلير إيش حاضر أوكسلات وسميت تيكس غوتشي لير سيجا جوش نيتات ويتات بوتشاسن باشلان سيونيس خوز باوديس بانشتاش والطولش ها سيجا غوشتر
يقلام وقتني تقولش حدا آخرته شيرت إح بتروغلف شو دوزنش داري يوزنش شور شورت بعستن دوي يحيى إبر شورت دوي اه شورت تير تقولك شير يزدن تقولك شت إح حدا متك برام سيجا حدا آخرته حتى داخل حد داخل بعد يعني أنا سيجا اش هنتي سيجا عين يو هلا شو اش هنتي هور بعستن يحيى تراكتور شتا لفيتش توسي بعنشكا اسويلامچو ما قشقات تشو بوغي بيتش لح واش دوش اشياش ح واش بوش انا لفيتش حلا يوش دعوه يخش بوخ هنتي هور شرح ما بعدك ديس إي هو دو ده شوت يا واي تيجر رود بيل واي قبيش بابا تنسات عجيب ما تصير تو شوي مت والوش ده كمان مت يا لنا جاز تو دي شاتو جاز ما تو شا التحقير بالبات وش باسيا بوش بات وش دي حين صار خط هذا دي حيول تري كسو تري متر يا تري يول تانيسين دقازلا ده ديول ده تانيسين ده اتومات يا خطران دير هم شو شيء ملي هر تدوز دوي تخيشون ده تخيلوا كبير دوي باش إيهم شليل واشي ده بخا بخشيت شش دور شق أرقدو كردوش شش دور ششين لو جديد دوش شون قزعتها خزين واتي هري وجي باش إيش إيهم شليل دو تر خطران خي وي دوش دات und schon bast bo bil bo her do was do da bunis bacha darban beçla şu her de sto şaş bo sia bu şey doluştek diyaş bu şey de ومتأقبة أسيوة إنس مثلا أوف مكة ويدا قيقة نقولش ثاني دانش كان دار دو دك صدو ليردو خينش توش بيشن خينش تويتين خينش تويتين أش مو بيرق يعني شو بيحكي على شيء وزري بوتشي بانا اتوال نخيو شوم شوكش مثلا إبيتان دياش بيش باس أوخي شخص بول نوتشش ده جوش ده نوتش بيرق يعني شو بانا ألا دي عيد القيقن سليت ستوني كميتات وهنا قاعدة خمسة بيرسا إيدت وين حباك جوش كاحتراكتش تاع بوصلا يا قيدك نيكستو أدي حبول نيكستا هو يشتي إنسان باشان سيدو يشتا سيدو أسألك أسيتي ديتا راتشوا زوان مناتسون أتومان يش ريسبوك يشبك تونا سوان يا رسوشكي يس عجيسو رسوشكي يزا خلات تونا يزيهم تونا خستو رسوشكي ستوس شو ار وولت ار واقع السلام عليكم ايش تسعت وعليكم السلام بخير فيريس خير دا دوقوا اخوال خاصتي دوقوا نيل خزر هر وش وش سجيت نع بكر بوشر وش هر مثلا ديل وينقش عسرنا يحتي الجوش بات اوش خزيتش مسلو متك فلاني ولو اللي شيء شركرينو ام جيرز دا لاقيدك دا لاشين كريانك حياه شيء وديك نا واس وانش اوش تيبان جونوش تعبوار زور كنت سون ديرك انت زود بيش بكن عنا ديريس خير دا دخوا اقوال يوصل والرنا حقان دق ديزرنا ايش تحدق ويس ويزعدون دا دخوا اقوال إيش حماش تقصن وزري أستم بيش مسو هما تيا بيلش بو بيش بو لقى شركير شلخة ديز كارتش جيتا ديز قديك ديز قحيك ديز حوشو بيحتوشا وعقوشنا التوش что ты проводишь какие-то совещания совместные нельзя продавать. Не поддавайтесь на провокации. Не надо это все списывать, потом говорить, Москва, ну я что не питан. Шадик Москва, ну бог жду. Нет, никакой Москва, ну там бог ждать. Царшек наушник уже шехена ирмол вошхена динашун. Хидадол хум лилуштеш вевешту. Ретешу. Вевешту лилуштек.
многие вопросы, которые мы сами можем решить, мы ждем ветра с Москвы. И не больше. Это борт больше, хельче, борт больше. قومنا احتوبو مسومات احا احتوبا لبو ويا عودل اميرش داش سوان دست اميرش داش ليرش هاس ناخبو خاخو شوق بيتان داش خاخو شوق نش بيتان داش منصور سو تاكس قولن روش بياتلوس ميتك شوق بيتان هودين دي دري تيجر سيسز با تيجر بانك زي عصبه ويا نوتشي سيسز باي شاگوچه ولا شا استوبا نوقيرا شنگوج يوز صدوي سالش عايزين تحتسو ميسين تردو ترنگا خودين سيسز بير با بانك زي عصبه نوتشي ناركوتيك شوكش بلاعيا بوتس يوكش بوي هردياش بوي وزدياش بوي بوشة إش سيسز مو بو قربر حق يوقع مس ميلج أو سيسز بو هوندا عشان يرجع عادلك إش أربع خد قلق ده بيتن مو خدي درت إش تعت قول مش ببعض بين قولش متى جبا إسون هوش دراسي مو هردوش تعت سومش عاوشو واخي ديت وولبر شدو قبل نخيت سقيت ليلدش جرجلو ألش ليلدش هوشيت إخواتيش قدك ألش قيتش باتنا وشلام أخش قولو ديز حلخسن سخينة إيتري أحكام إشتهمش يس قولو أش مورها سلامون توين أحتا إيتر توين قولو تدير ميرج أو قولدي شيء سأوش قيحتين أتعامل شبعتم دايتر وقا مقابعتم دايتر يوقي أخشدوش تيسلر سوية كامل تيسلر هند ألشا نحتا عيتر شبيل بل هون يادين يوي قحتوش داس وي دوق أخشدوش ناخ مبو سهر قدمي كيجميرز هونش يستاقي وارباس تاكا هما نيسلر سن سوني ستو أرخسوك هم بعضك دي سلاوية لدوش بشوين ويس بول ويجري شدا سامو شا جرمانيا ريو يتريون يعني وفهم وجه يتريون يعني بوز عيل أو خاول وشوا دعيازينيون بوا إي وجه يوتيوب شو عبوتشانا يزغرانيتي عشبوتشانا دونيشن إلى أرش إبراهيم حي لأنه تيجايو لوكشون هر كات بريفزات دينايو تاق كريبت واليوت ليوش بيش يوروبا بول ويجري شلاحة يتون سيلكايو مسو أغو أسبينا سي أغو ديك سقي ناخي كبار سأهتوبات هنداش أس دايتين شون ديريز خيل أول غوش قياتش يوترير سياتش تقياتش تنستقي مثلا ديتت لا هذا ديز وجد دين دون طبعا وجد قوس هاتين عدني هنت مثلا سلامون وما آوره حلق مدر أحلاوس حلق در حلق شخص دلق إبراهيم يقلخ يتيرس إبراهيم كراير إذا تعزر شيء إذا مثلا ديكني قوي فتا براحتن هم الغوشتوش هنا ديك شنوخا تسوخينا حا تعزر إزر دولار ديوخر تسوخينا أو أتوا تانجا ده تري أهتونش بواتر ده ساني استلقي أس إيه سايز تليفون أسانج شينج قانج إليرس شتامو أنا أصل ده شوي حوسيش شو خاز ما أخكريشن إيه تما خلور شوي أهتو وينا بلخن يزر سوازي وعلى تانج أس إيه شارك لا ما يدير أتون كدك دي در
سون بالخن وين ستريم شا يوشلي سامو شا جورينز أورو إلي وقمو شا مسكوا حضر وون سعكروا كبيعك يجيلي وقمو قيني جيلي يشتعدي سيقي أسقط عنجا آلة سيلي قيرة دات سمبادي آلم أولا سيوش سون يوش دات نسيك دلوش تيجي سيجر يقوش يوشان أسيقا يقن وين ديرا دو داك أستيجر يوخريو إيمي در نسلوش تيج نسلو دو داتشيج مثلا ياشا بيكودو هايشون قمينش داش هنا عتش ياش هنا تيحش ليش بولشن هوني هذا نوقون بوال بيشو هوني هذا председатель парламента بوال بيشو هوني هذا رمزان بوال بيشو حكم بوال شو بوشقي قمينش ياش بيشبوي سيرا بيتش بول بيتش تبغى تسرسو بوال بيشو الحالي تسرسو إيه لورير مشان لورير أحشل لورير شادق لورير فهمت شو أي بقص خبر يشتدو عليه ما دق لاتنش دعدل ويتيشن بيش دق هم متك بون السلام عليكم بسلام وعليكم السلام تحيط شو زوتي بيابرات ريستوران كالندولا ششلك يو برات موي قيادة وشا دا سيدا دا دقوا أخوال دا مقاح وحجرو إحتو بالح دا مقاح ويا دقا دول هم داري ويدلو دولش دول هم ويدلوش دول هما ويا تسدو برت خبر بحن دولش هيقلس بواق ببيش ميتكش بو ناخل سووش بواق ببيش ميتكش بو ديت دقا جيجر خواي بوس عني قاحو يكشا تاعت دوقش أوش دوش باتوش تعاق أسعان تلك زاني ولا حزان وشا هر خير يريحا إيشو قواصلة حوال شهر شو قواصلة قيهم داتا سيك دلوش قيهم داتا أسبوع يازق يتشول تندرك شو يازق ديريس خيرون دال سيد والحا إبوست يرن خزقية تندريس خيرون سسوا ووسي خأسون أولا يازقس هنداش قي باش بيسن بوتس دير قي قحويقش بيسن بوتس دير لا إيش لا لأر دين ووتشر مونش ووتشر غودن حيدلوش تيجي غرت على ده قويتي ويدوح البولات صباح سانج ويتعاغوه ما صباح وي خلما ديزنس دوزن ثاني تشق ولا باخوي هيت شو هنا وستل ديزي كينز حصل مثلا باس او مكحه ات سويلة عجاز يبتقع تو وي كشنش دير شوش دير دوزنش تعدوش او وي مكان شير كشنش كوشل عدا غير شيء هم شليل واستعام يبتقع تو يازن جين دو تو يازن واحد اللي تحتر دو جين دو نيسينت مو ايدو مخ دراحة يدينا خصول تون يازن جين دو يجين تيجر يتسمو حتى دايش سعدات أي حتى دايش عند صورة تاقن حدا ايتين دو مثلا حوسن تار هوليلو تار دايس ياجو شكويو وي جويتش تخلش سويك تحنا كيبر هو اتس شربلو دعوة دحلو وين جوجل شبولش خينا تيش وليلش وشو سنش دات وهر آلش تاج ووش آلش تاج ورست قوي نوخشي بات آلش ورست قوي سولي بو آلش ورست قوي هوني عادن شاش دولش دعبان واخوش غلغي بو آلش بوشة سو ميل لازم دول بيتنا تار دعاد عن كيش تيدخن هر دو نوخشي شن شيد عجي دليل الحدا ايتن سولي شو يزدين ها سولي شو ده شيء سولي غازون كيشو يزدين بوش ده هوندا أشياء سو إتيك يزدين لي دويتين هوندا سو سيسز بوش بو أو ما مكة عشبول وينقشي وجري بله وشيردي بله زند بله بيباتش مين ولا سيسز بوش بو الصباح مثلا تانت وام بيزي هذا تباخس نو أوها مكة بولشة أوها عش بولشة بيداتي خوش يورتير بوني يورتير بانديت كلا ني بانديت كلا بيداتي سيجر بول نوتش شاوك تأخذ دعسة خوتي
هاست عندي ساق وخنا وجبو وي كوبيات وي يق ريستوران شيات سيجا وي نوتش شبو دوسي شبع ازر نوتش عصر متجي شبع ازر اتسار وباخ قيل قولا حق ياسينوش ياتسا هينز دقانيوش ما يازينس سونجمو جينيز شنو جينيز نوتش شنس إينوش ما دوقت لاشوش قيل قولا سيا بوش بوشو نوقزي هر ديا سوشون وش ديا سوشون بوش تسار ما بتسار نقع بوش شون سفا إدوي شير أو خيك كيشن أو شير أو خار كذبة كاسكيو هاروني عدنا يبوش يقول بيتانش دياش بيوكش ها شاش دات نوتش دات ويتار ميتريتشس كيشتي أخير قومن أكينيت بوش ياز أحكي قومن وبوش تار تليلنا شون سفا إتاليل دوي قطغن ليش دينا تيجا عشوج دوسري إت إزر بيوات بوش دوسري إت إزر أو عشوج شبع إزر وتيجا شبع إزر نوتشي وتيجا عش ديت وول شيء أبار وول شمود أو خر مخبوشة بانك زين نشوي دبول لا صوت استنى بالبات يغال تشير بالبات مصلا باق أصلا يدو غلغش دوزنا عصبو تشير بالبات ها إيش بيوش خنا أو خر وجري ديال أولي يازيو هما يشعون وشا هري وجي أولي سامبول هنديك دوتان يتسيسنا قار تمتكيس ما يزبو شادك مسنايق ويتعم وقت مبو هاپنك زيرنك بيتولو دبولي أو خرنش دعبيوش تير بالبات تعال بالوش موي بالبات سرول بات حتى ما بانكيز البات سخرج يدو دوزنز بولش حبات سخرج يتركيس يعبولش حبات سخرج يغال عبولش حبات سخرج تير خير مو بات مونت إغوديش بال شيء زروريت توشرع أو خوي مخكع دودالش خينا إزر نشكع سب شينش دعيس كوي زيني بوش ويقولوش بوش ويجري أو خوي مخكع تله تبا خردنا باخ بوشون دي ستيلا ليلنا ويبو كدوس نوخشي قومو ميل غنا أصلا دباني يرتقي أبيولش بقى باخت سو وز باخت سويش ما ليدي همش ما ليدي ويتبع سويلي محكا بريش سويلي محكا هي أوقع بوتشارخ غربة بيز حوص ديز دقابة شايك خسر يورت أو خسكرون شايك تاق يوسيوشي أحقا قواشتن بقوان شلوش سخج قواشت متخواتو بقوالوش سخج قواشت بلخ دخوات وانش سنع بلخ دخوات يوكل دخواتوس إيش سخج تاك هما تصدلو داخلش بيوق تان كيسن إبس داخلو وقن داخل هوشي يوقع بات برشاحون إتساقان برشاحون وستاقان سونم حانور خارتك عدك دي عاسي عدك خاتسون نوسون دي عبك سي عبك شيء يسوش موي شيء قيس وشو وارس وشو يخسر يتعاش ولا زان وسوى شو سمو وشو شابش شو سقدو أحون ميل أكس لنا أحون عمان شوت إخوتان خاتيجرو دوكا باشر سو يازي وولوش خاتيجرو واتس ده سو تيجر просто نوخشي دوك ميتشنا إيه ولا عملوا أكل وارس بميلا ولا سنوخشوا مويز إيش هم دوشون قوشت إخوش سغلش قوش ويدود وش سغلش هما تشق ديرم دات أحون هوليش حقنا أحون هوليش وديس حون وشاد كل تدون خاطر ديس ولا مغلنا ها أخت واخين يخ خش يولا واخو يحصل شقوس وإبا آخر وقم وجبة ويجع ما توش داتري وين زيوقي ديلا توش دم دات بقدك شيكويات توش دات بول خنا نيقنا مس هما سيتع دعوات سيتع بيزنس يوش سو ولا حري والله بالله تالله شو تعاونوا ميدات شو بين مخكي أو مخكي حونا حوشر ولا ويحخيش بابوتنا ليل يحخيش يتكسيد أو يحخيش عشوصه
صدي عروان شخنا تيجي دعوانير سيتان تيجر عبا أخنينا وستي سو لامز دي أشتت سيت خاصة يورتري وما شان لات تكسيلات حبا سونا يحميت سمدي شو سن يحيو سيد سونا ملايز سون لا درسي أو خوي ماك عصبو سيرش لي بارك ثلاثة لا سير داي لا حد يرزتا لا سير داي تين واش ماجدكش حدا يتلا فرغت واو ونسير ثاني حوشل ونشيم وشا ويستخش عقله اشتغل دي اشتوي سونا مخاي يتسيق دلي بانكز دلي اردو مخكع دلي يخونكر مخكع دلي حقل بي واسوا الدنيا ده ايتو برت باتسوي اش ليه تليش ارش ده هوش باي ابو شا غرش يردو حلبي ولا ليش مبوش اتسويلشنا ازهم كشنا مثلا هو ادرك شيء تقلوش دوك تسوي والله لازم سهما دارسي صباحا بس اسمبوغ مدو سي ليشنا انتريس يباخد اس يوت اخبات عنا وهم تبا برت خلبيز با شو شيء داي شيء لا شيء يورش شيء موخ شو يخواش يخشون يرش قيت نوختشن قي حال تا يشون دات شو ده شون ديك خلشون ديك دو تخو تا مدلنا شونت ابيوش بولنيتسا شون بياس بولنيتسا لخلوتسي هون ارچه حقا اولا عس وشو اس دوزنال سيعاول تو وشو دما ديزن قصدن بير بوده انت خوهلك ديش خينا توان بيوش بالا خدورچا شونا نيتسبو شو هلك ديدو شو كيلتاكو حوصل بوش ايش دوي دو شونا خا دوي سونا خا هون ارچه وينجينا دحر توان بولشينا شوط توان بولشينا موخل خا ما خاوني ويرشخ ليش بيشا تتنا يز ماشين شتيخوش واي قومن بعناح واي ديتر دات واي تاديل ريزان شو سون عاده كن سون يزيش تو بولا اس ميشا اس متألا قيش قومن تعنهما اس ساون صباح قيش قومن تنديك نوخشي قومن كبتع واتشاني هات سوي وينك ويستو روي وش سيدو اتيش يات وي شنت اكيبش داعش هنگه دقة متك شو وجر لدر لون شو المتك شو ميولش ليش حارسة ليش متك شوش خاشون سو مثلا عدك دوشون وي تعودوش قول عبش ديكبوش داتشونش يسون شي يوشون نو وي وش قصدو مديزي وين يقع وش ولا قيد بوش ولا وي وش ستسوي شوي إموخا ولا عمل وس ولا عمل شديران دولدلوش واتع سولش كي قيتشرجي تبيالش عتيشة هم شيء تديش يسوي السوتشو عياز وس بوشل باخشو ناسيدا هون يا شونش ما بي اتيا إدياشكين وين يقع بيتان توش بدو قوش لحتش بيتان ما تس وين يقع شغلات سولو بو إليشون تا حقرق لا تربو إليشون شو إيش مبو هو شو مبو بيسيكون أقدر عاربو وتعت بيرشة خو قيش دو خو إيش قنيش بود خو قنيش دو بود مجردات أو خا بيرشة جمسي عبيرشة بانكز عبيرشة ويتقندو ويتعت إيدو وتعدي مواكبو برت بوش بول دوزة لحات غانت دوخر باتسو مخردات يقواش دا يغير زليات ناقا تغنيش دينا شبع ازل وول سمتع او خو مخي عشبو او خوي اش دوز دا ات ازل بيوات بوش ات سوال خاتو يوش بوش ناخ ايديش ديك ووتك سوو عديكنك شو يدق شابو قاستنا وول هلا صونم شو تابع خمسة ويش صون شو ما تسويش صون بوق بهم خلشانه سيقدر وش تلغوص شو ناوس دي
دحل بولبوي تعتبش دحل بولا بوشون عوقا ما كنت ولا أقي ما كنت ولا بوش قميص تياس بيش بوشون تيجا 10 بوش تياس قوم نقشي بوش سون خا شون فاميلي خا شون تي خا شون سون ميل ستيبانو خا شون سون عوقا دوش داتي هوني هادين أكتبية داتي هوني هادين توقينش دوي بوش دين أونيفرسيتي يعني بريبادواتياش تسو أوخ مخكر بوش تاسبول كوغل خوي بوخاشون تراليش ديرا نوخشي جوا نوخشي باتشاخون أونيفرسيتي بول بيس بوشون إتسو شواتشون سو إذا خاشون سو تيم داس بين بول خاشون سو أحسن يازين دوزين دعما دياشنيا فرم نوخشي وو أدلنا يقام قيقوق أندو سزدوات دياش إردوش وين نخسكي جبوش دوشون أدلا إسون تخاشون مياتش دلا خاشون نوخشي بيرك دعون دياقناش إلشخينا يتيحنير أوخ سولني يتيحنا نوخشي يتيحنا دوقها دوقينا خير يوشتات شو وجري بوشو تاني تعنزيخ بو شنغانت يتاع على الوات سو على الوات قيوك على الوات برت بوش تاقان دوش تا وجري دوش ودولر تيش وديز تيش ويوش تيش كينش كيلا قيتشون ديلا حقا حربال مبروي حاج شو دلوش دق عيدا دو حل صباح وي قيهم صباح طلن بيش استوري قيهم داتا اتسومنت احداث طلمنت احوي بس تخش سخرج قيتشون دي حدو يتصدوا حيقل يتصدوا وديت سلطان دو يتصدوا اس طان غوش قيتر دوي اوخ موح بيت عالش حقيت تجا بريس تجا ووش سخرج او تاسبرت من نهار الليل وج الليل زبير ور نور مجمع ور عبي بوهر الليل وقم وج الليل ما ولا حبو دي دخلت اسون هم ديت سلا سون سينوخ چون توخ بول بوي بري يا مستحسن بحكي سون بيت سلا دقع قلب سوني هون داش نيسو يوش خار سون ساني سون دي عدين دي إموخ ولا إموخ ليش ولا نقطة جواح حمداس حاول يسوي شون يجوج شون يقيه شون ريستوراني وش قيه شون عاوز داز بلونكس ليش وش ستسوي قيه شون على مخينا لا هو ماش هو ولا عدود وي هندو يغل وي هندو بإدارة تربية دقنش حاجة ما بحثوي إيدو قيمة ذات هذا عجيب ما تسند الحاري تقيه شيرا وين نصيحة تدقنا بو تسال نصيحة تستقوات وينيس ويديك تندر وي كيلو الميات وين كيلو ميلو خا وين ليش منش بوخا ميلو خا وين قديك خا وين يعني برت خلي يحخلي وين نخشلر دي وين اوشي تخيتي وين اوشي حوسي وين سون شقي سلسوي يويد واش دوي هرد واش دوي تي حاجيتيش ديتيش مو قدرتيش ناخن دخايتيش حقنا ويقومن سكارتسو ليلي نشون حق استوري حق باخشونس إديا بوش سويجت سموش بس إدي درسة إحتو بالحاري معانا تقبل داسو تعقيد عهدوي ناسون دعوالي سوسيت سيتا على اشتنا حانج حوس ويتا انترنت شو ده شيكو ميات ديكو مدو خزهم مدو قوميلون اعتوا وان تجيكين حز اوي گرديك دو قيديك درديك دو شيكو يعتود اه قوميلون دو قاقش دو تقار قاميلون دو قوم ليش دو سوقيت تجيكش دو قبوي خاصو اوزبيكش كيرجيش دو قبوي خاصو اصلا غوش قيتي تا حكمت انت سبع تيزي قيت سو حدق واحد سو قيت ما قيت اما شيكو يات شنو هون تجيكش كيرجيش اوزبيكش كازاخش بوربات خان حانت
سعوهم نصلح دير بورباتي حدا نان عدول هون كرجيز تجرك وروات حدا نان يش وش حق نوخشي لهتن كير والويش كوما تان يقومي لأندل إم هورن شيء أحسن شيء لوكشن دليش وشموات لساس هو هم تبع إم ديكم دو سوى حاش هنا بعرق خيط دوش شوخ تعتمتك شخصي شو ديك دري سقيت بوسو بشابش أما هاي مخكع ما بو إشنش وات قزع شيك ويات قزع وات قوميليون 8 مليون تجيك وات أوزبيك وات سولي وات قيوك وات عينش إتو دقي غربات حاج إنساني عاديت يحلقة بغربات شو تقيت خيدو نقيت شوي خيرو قسميلو يتساقا شو ناسو بوقا شو قوميليون نمو يديتسا تسديوتسا باقا سدينانس اوي نوخشش اوش نوخشي كيسا دقي حو حيت ليتسا خلي راح ايل خيروات سنور يتشوغ حيق الدوش نوخشي كيس دوشوني حيت حو ليتسا خلي حو راح ايل تاخر وات ملك ورقي چولاتن بوچو همان مل دك چودو شوندوز غلي بوغ هما محتلا غوچ اغور وينوخ چشي هم سراز دكال دوخش عيدن مدي هيتشو اما عما ديريز خيل دا سيدو دا دقوا اخوال علاس دوانا غستلا حقاق چون دا دقوا اخوال اما شيكو ياتسو تيا الليبل كدو حيت توشتك عدتش سجين مطسا حاجتش شو ديك دا كده قيتش لا حاجات سو كردأنا شيت أعمل دقوق دينا سو هقا أو حاجات ما دي كردري سويك خاتش إشت دري خل دي إشتك سقيتم إشت بوي يسوقين ولا يسقيتم وجا شير بالله تيش بالله أمي إشت خل جدي كدرقي شيكو ياتسو دخل دوتسو قيلة سون سخت حقا قيلة نوخشش نغو دخل دوتسو إشت بس مسل درق دارك إشت مسل لا باخ أس أوخي عمدوي أوخي عديهم يا بانكي سعديهم يا قيتشن عديهم داو تسيق واي شوا اتس واي شوا حق واي شوا تكر درسون على الخيسون دعتون ديرة تانا يشتينا حق واي هور همنا واي مودو حتى هون تيح إزر نشكا تيحخيتين هون زعت سهولة إزر نشكا هون تيحخيتين زعت سهولة أتخيت وين أو أقادا أقادا أول خيت والله بعتوني ناخا تحاجين دي أشياء تحتيبتر دي أشياء شي ديغن شي كويرتن خلوي ناخ باتش إزدم رزق الله يردو لي آمل يوات أقا إيدوكوس قاعد يزوى الشرق أميال يتحب على دولدو حي قومن حليت سهولي ناخن حقيل خلوات قيش قاعد مش دوش нас. Поэтому, прежде чем наговаривать на людей, говорить что-то плохое, подлое, подумайте над тем, для чего и что этот человек пытается показать. Когда я вам перечисляю социальные сети, в которых есть у меня подписчики, которые знают это прекрасно, мне приходится все дублировать по 6 раз.
Я делаю пост для Телеграма, видео загружаю, на это уходит время. Я делаю пост для Фейсбука отдельно, время, видео нужно загрузить. Я делаю для ВКонтакте отдельно делаю. Для Ютуба отдельно я делаю. Для Инстаграма и дополнительного Инстаграма, чтобы не блокировали, я делаю. И Твиттера. В Твиттере вообще 120. Мне приходится вырезать, уменьшать текст, ставить многоточие, чтобы эти люди перешли или на Телеграм, и на все. И в каждой эти социальные сети посты я дублирую и закидываю после того, как собираю материал. 6-7 социальных сетей я закидываю. И из них в редком случае, чтобы меня не блокировали, чтобы админы этих социальных сетей знали, что это я свою фотографию закидываю, чтобы не было претензий. Там есть свои определенные правила. Я не могу себе позволить купить синюю галочку и так далее и тому подобное. У меня нет этих возможностей. Поэтому я закидываю свою фотографию, чтобы они могли распознать, что это я, и я этим каналом владею. Иногда. Больше я ничего не... Все история, культура, спорт. Все касающееся нашего народа. И без разницы, за границей они живут, дома они живут, в Аухе они живут, в Панкисе они живут, где бы они ни проживали. Я пытаюсь сделать все, что от меня зависит. Поэтому не пытайтесь брать мои грехи и осуждать меня. На этом я заканчиваю сегодняшний эфир. Всем, кто хочет что-то сказать, спросить, пишите в директ. Во всех этих социальных сетях я есть и отвечаю всем. Огромная вам благодарность. Огромная благодарность тем 4 человека, 5 человек сегодня задонатили. Всем огромное спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в директ. Я отвечу. Еще, уважаемые мои братья и сестры, я вас попросил. Когда я есть в онлайне, кто хотел со мной поговорить, звоните через Инстаграм. Не просите у меня телефонные номера, я вас еще раз прошу. У меня был уже опыт, я знаю, что происходит. А вот эти спам-атаки и все остальное, мне это не нужно. Сейчас все объединено. Так, бегать по банкам, просить опять восстанавливать все, потому что некоторые ублюдки испортили мне какие-то данные, я этого не хочу. Если у вас есть, хотите, пишите, там голосовой можно отправить, там можно позвонить, там можно через видеокамеру, где будет только тет-а-тет, я и этот человек видит. Не просите у меня телефонные номера, я не даю телефонные номера. Только крайние людей, которых я знаю в лицо или которых я могу вот так просто встретиться, это одно дело. Но не просите, я вас прошу. Всем огромная благодарность. Будут вопросы. У вас карты новые, касающиеся Чечни. История наша, книга. Что бы вы ни нашли, касающиеся нас. И если этого вы не видели, это интересно, или старое, или новое, или артефакт какой-то, пишите в директ, фотографируйте, отправляйте видео. Говорите для нашего канала bashlam.39. Вот мы нашли материал и увидели, и так далее, и так далее. Хорошие поступки, достойные поступки, человечность, нохчела, что соответствует нашему кодексу, менталитету. Что бы то ни было. Не обязательно длинные, полминуты, минуту, 2 минуты. Вы можете присылать карты. Кто не может прислать там, допустим. Поэтому огромная моя благодарность. И плюс, конечно же, я прошу огромную благодарность моим подписчикам из YouTube канала, моим воинам, которые днем и ночью. Я знаю, что вы пишете там комментарии, вы намного сильнее, чем в Инстаграме. В Инстаграме ленятся написать даже 2-3 слова, вы там целыми абзацами закидываете. Шундерес, без вас, конечно, я бы не справился. Огромная вам благодарность. Всех, кого каким-то образом я задел, обидел, я прошу вас прощения ради Всевышнего Аллаха. Я ни в коем случае не хотел ни обидеть, ни задеть никакие народы, общества, тейпа, тукуму, шахара, без разницы. Я прошу прощения. Это не касается вас именно конкретно. Здесь речь идет об истории, которую мы знаем и которую мы трактуем так, как понимаем. Огромная всем благодарность. И не забывайте, приглашайте побольше к нам подписчиков. Максимально подписывайтесь
на YouTube канал, на Instagram канал. Это, по крайней мере, то, что я могу. В Телеграме тоже мы есть. Всем вам огромная благодарность. Мы на связи, я не сплю, вы знаете. Пишите, если что. Адиквел, Уайзани Аду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Шус варшу ваш башлам. Адиквел.